Президент Российской Федерации Владимир Путин. Президент многонационального государства Боливия Луис Альберто Арсе Катакора. Президент Республики Зимбабве Эмерсон Дамбузо Мнангагва. Модератор пленарного заседания Сергей Караганов. Добрый день, друзья. Уважаемые господа президенты, уважаемые коллеги, дорогие друзья, мне предоставлена большая честь и доставлено огромное удовольствие вести нынешнюю сессию. Это будет интересная сессия. У нас очень яркая, мощная группа ораторов. Позвольте начать с господина Эмерсона Мнангагвы. Это абсолютно легендарный человек. Это последний лидер африканской страны, который сражался почти всю свою жизнь, большую часть, значительную часть жизни с оружием в руках за независимость своей родины. Провел 10 лет в одной тюрьме, 2 в другой, выжил, имел 2 смертных приговора. И когда он стал президентом, он отменил смертный приговор в своей стране. Нам будет очень интересно, конечно, если господин Мнангагва расскажет нам о том опыте, каким он может с нами поделиться. Страна находится под санкциями очень долгие годы, потому что они смели национализировать владение белых колонизаторов. Господин Луис Арсе, выдающийся экономист, потомок людей, сражавшихся вместе с великим Симоном Боливаром за независимость своей родины, поэтому у него чуть менее драматическая судьба, но тоже абсолютно великолепная и полная драмы побед. К тому же он был многие годы, 1,5 десятка лет, министром экономики и финансов страны. И за эти годы его страна 3,5 раза увеличила свой ВНП и в 2 с лишним раза уменьшила количество бедных. При этом он провел замечательные реформы, интереснейшие, включая национализацию значительной части собственности иностранных компаний и недра, при этом занимался импортозамещанием, и у него получалось. Нам будет тоже очень интересно узнать его опыт, конечно же. И, конечно, я думаю, что Владимир Владимирович не нуждается в рекламе, и мне, как гражданину страны, который он является президентом, неуместно его хвалить, а скажу лишь одно. Я помню отчетливо 98 и 99 годы, когда наша страна находилась на грани, или скорее уже за гранью развала. Была абсолютно трагическая ситуация. Я помню, что мы с товарищами отчаянно сражались, почти безнадежно. И в какой-то момент Господь Бог смилостивился над нами. Теперь, Владимир Владимирович, на вас стоит не менее сложная задача. Не только победить, но и спасти мир, который катится и который валит к мировой войне. Но пока поговорим, наверное, о чем-то другом. Владимир Владимирович, прошу вас. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги, уважаемый господин Арсе, уважаемый господин Мнангагва, дорогие гости, друзья, дамы и господа. Я очень рад приветствовать всех вас на 27-м Петербургском международном экономическом форуме. В этом году его участниками и гостями стали свыше 12 тысяч человек из более чем сотни стран мира.
Это акционеры и руководители ведущих компаний, признанные эксперты и аналитики, политические, общественные, государственные деятели. По традиции форум в Санкт-Петербурге дает возможность не только завязать деловые контакты, договориться о сотрудничестве или дать старт перспективным проектам, но и в открытой дискуссии обменяться мнениями по актуальным тенденциям на глобальных и региональных рынках, сквозь призму экономических отношений взглянуть на процессы, которые динамично развиваются в современном мире. Мы видим, как между странами наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета. Причем на 3 ключевых уровнях – государственном, ценностно-культурном и экономическом. При этом страны, которые еще недавно выступали лидерами глобального развития, пытаются всеми силами, правдами и неправдами, сохранить свою ускользающую роль гегемонов. В целом здесь ничего необычного нет, когда страна или человек в своей жизни пытаются сохранить свои позиции, укрепить их, но вот неправдами это плохо. Вот правдами это хорошо, неправдами никуда не годится. И здесь мы, конечно, видим, что уже сейчас экономика номер 1 – это Китай, причем с большим отрывом от 2-го места. Индия – 3-я экономика мира и глобального лидера по динамике, и является глобальным лидером по динамике развития. Все громче заявляют о себе страны Южной Азии и Африки, где отмечается высокая рождаемость и пока еще низкий уровень урбанизации, а также быстрый догоняющий рост экономики. По оценкам экспертов, профильных специалистов, именно такие государства будут определять глобальную экономическую картину уже в середине текущего века. Добавлю, что сейчас в мире наблюдается взрывной технологический рост практически во всех сферах жизни. Он серьезно меняет управленческие, производственные процессы и даже целые отрасли. Очевидно, что в полной мере воспользоваться преимуществами технологического прогресса смогут те страны, которые не только производят новые решения, но и способны обеспечить их быстрое, опережающее внедрение. Россия доказала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим преобразованиям. Мы видим, как уже изменился наш финансовый сектор, электронная торговля, сфера транспортных услуг, система государственного управления. Аналогичные процессы начинают разворачиваться и в вооруженных силах, где нам также необходим высокий темп технологического обновления. Это важнейший определяющий вопрос для нашей страны. Уверен, и в современных условиях, и в долгосрочной перспективе роль, вес и, скажу больше, будущее государств зависит от того, насколько эффективно они смогут ответить на глобальные вызовы. Реализовать внутренний потенциал, использовать свои конкурентные преимущества и нивелировать слабые стороны, сохранить и укрепить партнерские отношения с другими государствами. В феврале этого года в ходе послания Федеральному собранию были обозначены ключевые направления и приоритеты развития России. Сформирована комплексная программа преобразования до конца текущего десятилетия и за его пределами. Формат форума позволяет сделать акцент именно на экономической повестке нашего развития, на тех качественных, структурных изменениях, которые идут в нашей стране и которые мы намерены активно, целевым образом поддерживать. Объединять вокруг них финансовые, кадровые, организационные ресурсы как на федеральном, так и на региональном и на муниципальном уровнях. Реализовывать национальные проекты, о чем подробно говорили на недавнем Совете по стратегическому развитию. Какие это изменения? О чем идет речь? Первое. С учетом международного характера нашего мероприятия начну с внешнеэкономических отношений, с тех позиций, которые мы стремимся занять на мировых рынках, и как рассчитываем менять структуру нашего экспорта и импорта. Несмотря на все препятствия и нелегитимные санкции, Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли. Активно развивает логистику, географию сотрудничества. Так укрепляются наши отношения со странами Азии. Рост 60% с 2020 по 2023 год. Ближнего Востока рост в 2 раза. Африки 69%, Латинской Америки 42%.
Предполагаю, что мои уважаемые коллеги, гости нашего форума, президента Боливии и Зимбабве, затронут эту тему в своих выступлениях. В целом, на долю дружественных России государств, и, как мы видим, именно этим мы на это должны обращать в первую очередь внимание, обращать внимание на экономики быстро растущих государств, им предстоит определять будущее в глобальной экономике. Сегодня уже приходится на их долю 3/4 нашего товарооборота. Мы продолжаем результативно работать с партнерами по Евразес, обеспечивая баланс интересов всех участников. В прошлом году совокупный ВВП стран Союза вырос на 3,8%, а объем взаимной торговли на 4,7%. Причем его структура качественно улучшилась, а именно подросли поставки готовой высокотехнологичной продукции. Именно такой, не сырьевой, не энергетический экспорт из России мы будем активно поддерживать. К 2030 году его объем должен вырасти не менее чем на 2/3 по сравнению с 2023. При этом речь идет не просто об увеличении экспортных поставок в тоннах, в кубометрах, в единицах готовой продукции, товаров, а речь идет о товарах высоких переделов. И не только о выходе российских компаний на новые глобальные рынки речь идет, о расширении географии сотрудничества. Все это важно, но сегодня недостаточно. Мы готовы предлагать другим странам полноформатные технологические и промышленные партнерства, включая обеспечение полного жизненного цикла товаров и услуг с подготовкой национальных кадров, локализацией производств, инженеринговым сопровождением, техническим сервисом, страхованием и так далее. Подобный подход к сотрудничеству на равных, трансфер технологий и компетенций, а не их монополизация, позволяют налаживать более прочные связи между государствами, повышают устойчивость позиций наших компаний на глобальном рынке, дают им возможность работать с иностранными партнерами в долгую. И именно так, с большой перспективой, с заделами на будущее, действует и один из наших лидеров, а именно компания «Росатом», безусловный лидер в мировом атомостроении. Очевидно, что освоение новых рынков требует укрепления транспортных связей. Так, на восточном направлении, в Китае, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона основным проектом для нас является развитие так называемого восточного полигона железных дорог. В апреле были утверждены параметры очередного, уже 3-го по счету этапа его модернизации. К 2030 году провозная способность восточного полигона железных дорог должна вырасти до 210 миллионов тонн, а к 2032 до 270 миллионов тонн. Особое внимание будем уделять и южному направлению. Уже утверждены планы развития международного коридора север-юг, а также коридора в Азово-Черноморском направлении. Востребованной глобальной артерией становится Северный морской путь. В прошлом году по нему прошло 36 миллионов тонн грузов, а в перспективе перевозки могут превысить 150 миллионов тонн. Для этого мы продолжим развивать инфраструктуру Севморпути, строить транспортные подходы к арктическим портам. Особая роль в этой работе отводится руководителям наших северных субъектов Федерации. В этой связи сформируем в рамках Госсовета комиссию по развитию арктических регионов и Северного морского пути. В целом прогнозируется, что к 2030 году объем перевозок по международным транспортным коридорам через территорию России вырастет в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом. В первую очередь за счет повышения конкурентоспособности этих маршрутов, их удобства для бизнеса, для перевозчиков. Отдельный вопрос, важный как для экспортеров, так и для импортеров, это развитие трансграничной платежной инфраструктуры. Не секрет, конечно, что надежность, доверие к западным платежным системам основательно подорваны, причем самими западными странами. В этой связи отмечу, что в прошлом году доля расчетов
за российский экспорт в так называемых токсичных валютах недружественных государств сократилась вдвое. При этом растет доля рубля в экспортных и импортных операциях. Она приближается сегодня к 40%. Вот с 21 по 23 год доля рубля в расчетах за российский экспорт выросла почти в 3 раза, до 39%. В 3 раза. Вместе с зарубежными партнерами будем наращивать применение национальных валют во внешнеторговых расчетах, повышать безопасность и эффективность таких операций. В том числе по линии БРИКС прорабатывается формирование независимой платежной системы, не подверженной политическому давлению, злоупотреблениями и внешнему санкционному вмешательству. Напомню в этой связи, что в текущем году в работе БРИКС к работе в БРИКС присоединились новые участники. Это Саудовская Аравия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Эфиопия. Таким образом, доля нашего объединения в мировом ВВП выросла до 36%, а в населении планеты до 46%. При этом БРИКС имеет большой потенциал для присоединения новых участников. И такое стремление заинтересованных партнеров на развитие контактов в разных континентах, контактов с БРИКС, мы, конечно же, приветствуем и будем поддерживать. Продолжим развивать отношения в рамках БРИКС не только в области экономики и финансов, но и в сфере безопасности, гуманитарного сотрудничества, в других отраслях. Будем действовать с учетом глобальных вызовов и объективных тенденций и, подчеркну, растущих возможностей национальных экономик. В этой связи о втором значимом структурном изменении. Это достижение нового качества и содержания экономического роста в России. Изменение отраслевой структуры за счет активной политики экономики предложения. По итогам прошлого года, как вы знаете, рост ВВП России составил 3,6%, а за первый квартал текущего года 5,4%. То есть наши темпы превышают среднемировые. Особенно важно, что такая динамика определяется в первую очередь не сырьевыми отраслями. Вот в 2023 году, для справки могу тоже уточнить, рост ВВП был обеспечен на 45,5% базовыми отраслями, как я сказал. Что это? Обрабатывающее производство, строительство, логистика, связь, сельское хозяйство, обеспечение электроэнергией и другими, и жилищно-коммунальными услугами. На 61,6% обеспечивающими отраслями. Это торговля, гостиницы, рестораны, финансы и другие услуги. Мы поставили цель войти в 4 крупнейших экономик мира. Кстати, по некоторым данным, включая оценки Всемирного банка, вот буквально на той неделе Мировой банк произвел дополнительные расчеты и поставил Россию на 4-е место. Мы оказались впереди Японии. Россия занимает 4-е место по размеру ВВП по паритету покупательной способности, как я уже сказал, опередив Японию. Но, что хотел бы отметить, дело, конечно, не в системах оценки и расчетов ВВП, и даже не в формальном выходе на 4-ю строчку. Мы вот где-то рядом. Россия, Федеративная Республика Германия, Япония. Разница небольшая. Мы впереди, но разница небольшая. Но мы понимаем при этом, что лидерские позиции нужно постоянно подтверждать, усиливать. Другие страны тоже не стоят на месте. Нам важно обеспечивать стабильно высокие темпы и качество роста на долгосрочную перспективу. Вот в чем сегодня наша задача. И дело не только рядом с нами стоящих по шкале экономик ФРГ либо Японии. Дело в том, что и другие страны не стоят на месте. Индонезия наступает на пятки всем. Население растет, экономика развивается. Вот мы никогда об этом не должны забывать. Решение этой задачи требует укрепления финансового, технологического, кадрового суверенитета.
наращивание производственных мощностей и повышение конкурентоспособности российской продукции. Причем и на внешних рынках, и на нашем собственном внутреннем рынке. Результатом развития такой модели экономики, предложения, в том числе, должно стать снижение уровня импорта до 17% ВВП к 2030 году. Динамика, в принципе, у нас хорошая. Вот смотрите, в 1999 году доля импорта России достигала 26% ВВП, а в 2023 она составила 19% ВВП, или 32 триллиона рублей. Ну, то есть, как я сказал уже, динамика абсолютно понятная и положительная. Подчеркну, удельный вес импорта должен сокращаться, конечно, не за счет административных, заградительных барьеров, а благодаря собственным конкурентным производствам, готовым обеспечивать внутренние потребности в продукции, обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, IT, многих других отраслей. Успешным примером подобной стратегии можно много назвать успешных примеров. Ну, так, например, в агропромышленном комплексе мы создали современную мясную отрасль. Ее мощности за 15 лет выросли почти в 2 раза. Сегодня Россия занимает 4-е место в мире по производству мяса и увеличивает поставки этой продукции на внешние рынки. Но, кстати сказать, по мясу Россия вышла на 100% обеспечение собственными продуктами. Потребление мяса в России в 2023 году, в прошлом году, обновило рекорд и превышает 80 килограмм на человека. Но для сравнения, в мире в среднем это 42-43 килограмма на человека. Хотел бы повторить. Наша страна может и будет производить больше потребительских товаров, станков, оборудования, транспортных средств, лекарств и так далее. Для этого необходимо запускать новые проекты, создавать современные рабочие места, причем повсеместно, во всех регионах страны. К 2030 году инвестиции в основной капитал должны прибавить 60% в реальном выражении к уровню 2020 года. Но мы здесь вот все люди грамотные, все специалисты понимают, что такое инвестиции в основной капитал, к чему это ведет, какие предпосылки создает для будущего развития в среднесрочной и более отдаленной перспективе. За последние годы в целом, хочу подчеркнуть, в целом у нас все на этом важнейшем направлении получалось хорошо. Вот в 2021 году план был 4,5% роста инвестиций. Реально он составил 8,6%. В 2022 году план 9,5%, реально 15,9%. По 2023 план 15,1%, а на самом деле получилось 27,2%. То есть почти в 2 раза превышает план. Но это хороший показатель. Конечно, инвестиционную активность нужно обеспечить ресурсами. Уже говорил, что мы направим дополнительные средства на развитие промышленной ипотеки. Почти в 2 раза увеличим фонд развития промышленности. Нарастим возможности и такого инструмента, как фабрика проектного финансирования Института развития ВЭП России. С ее помощью уже реализуются проекты на сумму более 2 триллионов рублей. Предлагаю последовательно увеличивать лимиты фонда. На первом этапе нарастим его до 600 миллиардов. Это позволит дополнительно поддержать проекты реального сектора на сумму до 6 триллионов рублей. Важная задача – увеличивать объемы банковского кредитования проектов технологического суверенитета. Для этого будем донастраивать так называемую таксономию подобных проектов, то есть систему приоритетов по поддержке и наращиванию инвестиций в ключевых отраслях и технологические проекты, направленные на структурные изменения в экономике. Будем увеличивать число проектов, которые охватят такая система, что позволит привлечь дополнительные ресурсы для их реализации. Государство готово разделять риски с инвесторами. Так уже заработал фонд фондов перспективных промышленных и инфраструктурных проектов. Мы долго обсуждали
его параметры, и в правительстве шли споры, согласовывали это с предпринимательским сообществом. Те, кто принимал в этом активное участие, знают, они находятся в этом зале. Частные инвесторы активно вкладывают средства в российскую экономику вместе с Российским фондом прямых инвестиций. Это еще одно из направлений работы. На рассмотрении в Государственной Думе находятся законопроекты, которые позволят расширить механизмы государственно-частного партнерства на отрасли промышленности и космическую сферу. Прошу принять эти нормативные акты в ближайшее время. И еще, для поддержки инвестиционной активности, естественно, нужно развивать рынок капиталов, повышать его емкость, привлекательность для бизнеса, инвесторов и, конечно, уделять особое внимание сохранности и доходности средств граждан, вложенных в эти активы. Сегодня в нашей стране почти 30 миллионов розничных, так называемых розничных инвесторов, это граждане. Общий объем их активов за год увеличился в 1,5 раза и составил более 9 триллионов рублей. При этом спрос на размещение акций российских компаний за это время стабильно превышал предложение. Уже поставлена задача. К концу текущего десятилетия капитализация фондового рынка России должна увеличиться примерно вдвое и составить 2/3 валового внутреннего продукта. Я прошу правительство совместно с Центральным банком предложить дополнительные меры, чтобы стимулировать выход компаний на биржу со своими ценными бумагами. В том числе надо подумать о компенсации затрат на первичное размещение акций для малых технологических компаний. Это призыв к Министерству финансов, к Центральному банку, издержки компаний, в том числе связанные с банковскими проводками, с размещением и так далее, нужно максимально сократить. И, конечно, необходимо обеспечить приток на финансовый рынок так называемых длинных денег, включая долгосрочные сбережения граждан. Напомню, что с 1 января текущего года запущена специальная программа поддержки добровольных долгосрочных накоплений граждан. Теперь они застрахованы и софинансируются государством, и на них можно также получить налоговый вычет. Программа стартовала недавно и пока отстает от целевых показателей. Предлагаю ее донастроить, а именно увеличить срок софинансирования сбережений граждан. Сейчас он составляет 3 года. Считаю правильным и обоснованным продлить его как минимум до 10 лет. При этом прошу правительство вместе с Центральным банком продумать дополнительные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели также могли софинансировать накопление своих сотрудников в рамках этой программы. Но сейчас с учетом дефицита рабочей силы это будет уместно и даже пойдет на пользу самим предприятиям, будет задерживать работников у себя. Добавлю, что в текущем году будет введен новый инструмент – сберегательный сертификат. Он позволит гражданам размещать средства в банках на срок свыше 3 лет и под больший процент, чем по обычным депозитам. Хотя и сейчас депозит достаточно солидный. А вот ведущие наши финансовые учреждения еще и подгоняют эту планочку все повыше и повыше. Не знаю, это обоснованно или нет. Но для держателей депозитов это, конечно, в плюс, это понятно. Только не хотелось бы, чтобы вы, Герман Оскарович, вместе с Андреем Леонидовичем как пылесос высасывали все из других банков. Это мы потом поговорим еще об этом. С 1 января 2025 года будет запущено долевое страхование жизни граждан. В чем его смысл? Страховые взносы граждан смогут вкладываться в более доходные активы, в акции, приносить выгоду покупателю страховки. То есть здесь совмещается принцип классического страхования и инвестирования. И чтобы дополнительно гарантировать возврат этих средств, предлагаю здесь, как и по долгосрочным сбережениям, предусмотреть государственное страхование на сумму 2 800 000 рублей. Далее. Сегодня в регионах действует механизм инвестиционного налогового вычета. Он позволяет компаниям, которые вкладываются в развитие, уменьшить налог на прибыль. С текущего года вычет привязан к проектам технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Это дает возможность управлять качеством инвестиций, стимулировать капитальные расходы на приоритетные направления. Я прошу правительство сделать так, чтобы вычет можно было применять не только в рамках
одной компании, но и группы компаний, а также предусмотреть дополнительные ресурсы на механизм финансирования восполнения налогового вычета. В этой связи напомню об уже принятом решении, а именно регионы смогут направлять на покрытие своих выпадающих доходов из-за инвестиционного налогового вычета часть средств, высвободившихся после списания бюджетных кредитов. Вот Минфин все-таки пошел на этот шаг, думаю, он в современных условиях обоснован и поможет всем активным участникам экономической деятельности. Еще скажу об этом позднее. Кроме того, уверен, что регионы поддержат инвесторов и напрямую за счет своих бюджетных возможностей, а они у регионов также растут. Подчеркну, то, что сказал, касается инвестиционного налогового вычета в субъектах федерации. В дополнение к нему будет введен федеральный вычет в рамках перенастройки налоговой системы, цель которой – стимулировать инвестиции бизнеса в развитие, добиться большей социальной справедливости и сократить неравенство между гражданами. В ближайшее время вместе с деловыми объединениями нужно определить такие параметры и объемы федерального инвестиционного вычета, чтобы он стал эффективным, широко востребованным инструментом. Возвращаясь к работе субъекта Федерации по поддержке деловой активности, отмечу такой механизм, как региональный инвестиционный стандарт. Его задача, исходя из запросов и рекомендаций бизнеса, обеспечить единые принципы привлечения инвесторов на всей территории страны. То есть в каждом регионе сформировать универсальную инвестиционную экосистему, создать понятный алгоритм действий для бизнеса, для размещения производств. И такие меры поддержки, конечно, доступны всем нам и востребованы. На сегодняшний день региональный инвестиционный стандарт внедрен во всех субъектах Федерации. Обучены профильные специалисты, ответственные за взаимодействие с инвесторами. Уважаемые коллеги, друзья, я хочу поблагодарить региональные команды и деловые объединения, правительство за проделанную работу. Знаю, что есть предложение закрепить инвестиционный стандарт законодательно. Предлагаю правительству обсудить эту тему с бизнес-сообществом и регионами. При этом подчеркну, сейчас задача, что называется, раскрутить этот механизм, активно применять его на практике. Вот в чем состоит наша цель на ближайшее время по этому направлению. А для тех команд, которые добьются здесь лучших результатов, считаю нужным предусмотреть и стимулирующие механизмы на уровне правительства Российской Федерации. Отмечу, что запуск регионального инвестиционного стандарта позволил многим субъектам Федерации сделать рывок в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. По традиции, его итоги представлены на площадке нашего форума. Скажу о них немного подробнее. За последний год, благодаря обмену опытом и тиражированию лидерских практик, свой интегральный индекс улучшили 74 региона России. Это гораздо больше, чем годом ранее. Среди регионов, показавших лучшую динамику, республики Бурятия, Мордовия, а также Липецкая, Рязанская, Архангельская области. Я поздравляю коллег с достигнутыми результатами и желаю вам дальнейших успехов. Добавлю, что мы будем совершенствовать и национальный рейтинг инвестиционного климата, в том числе обмениваться передовыми решениями в этой сфере с партнерами по БРИКС. Кроме того, на недавнем заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив договорились доработать методику рейтинга, взять за основу национальную модель целевых условий ведения бизнеса. Это наш улучшенный и более объективный аналог международных рейтингов. Уважаемые коллеги, третье важнейшее структурное изменение, которого мы добиваемся, это новое качество рынка труда. Сегодня в России рекордно низкая безработица. В апреле она составила всего 2,6%, что особенно важно. Мы сократили ее так называемую структурную
компоненту. То есть значительно снизилась молодежная безработица и безработица в тех регионах и населенных пунктах, где она была исторически высокой. Еще 15-20 лет назад главный вопрос состоял в том, как найти работу, а сейчас где найти кадры. В этих условиях важно перенастроить систему профессионального образования на запросы рынка труда, на подготовку современных, востребованных специалистов, создать возможности для работников повышать свой профессиональный уровень в течение всей трудовой карьеры. Для этого мы формируем прогноз кадровой потребности отечественной экономики. На его основе трансформируем и систему профессионального образования и развития. К концу текущего десятилетия на нашем рынке труда должна вырасти доля квалифицированной занятости, то есть специалистов, работающих на производствах с высокой добавленной стоимостью, а значит и с большей заработной платой. И, повторю, задача системы развития кадров – обеспечить такую трансформацию. Большую роль здесь играет федеральный проект «Профессионалитет». Он уже позволил начать модернизацию материально-технической базы колледжей, техникумов, обновить образовательные программы для авиа- и судостроения, фармацевтики, электроники, оборонной и других отраслей. Для этих сфер до 2028 года предстоит подготовить порядка 1 миллиона специалистов рабочих профессий. Мы об этом уже неоднократно говорили, просто хочу об этом напомнить сегодня. Что касается высшей школы, то в ближайшие 10 лет в России появится 40 университетских кампусов с передовыми условиями и возможностями для учебы, научной деятельности, проживания и работы студентов. Вновь подчеркну, будем оценивать работу вузов, университетов России, колледжей, техникумов по тому, насколько востребованы их выпускники, как растут их заработные платы. При этом нашей экономике нужны не только молодые кадры, но и опытные, знающие специалисты, которые и сами компетентны в своем деле, и коллег могут многому научить, стать для них настоящими наставниками. В этой связи важно поддержать стремление людей, которые достигли пенсионного возраста, продолжать работу, приносить пользу. Их знания, навыки, компетенции – важный ресурс для экономики и социальной сферы. Но о чем идет речь? Речь о уровне заработной платы работающих пенсионеров. Вот мы давно обсуждаем эту тему, только что говорили на эту тему и с губернатором Петербурга на встрече, прямо вот перед нашим заседанием. Хочу сказать о решении, которое не раз поднималось в ходе и моих встреч с гражданами. Из-за финансовых, бюджетных ограничений в прошлые годы не проводилась индексация пенсий работающим пенсионерам. За это время вопрос, который касается миллионов наших граждан, что называется, назрел. И сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать его решение в интересах людей. Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. С 1 февраля 2025 года и далее ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Это будет действительно справедливо. Прошу партию «Единая Россия» совместно с правительством подготовить соответствующий законопроект и принять его в весеннюю сессию. Знаю, что и все другие фракции, представленные в парламенте, безусловно, это поддержат. Далее. 4-е структурное изменение прямо связано с повышением эффективности экономики. Такой показатель до конца текущего десятилетия определен в Майском указе. С учетом демографических вызовов, с которыми мы столкнулись, объективного дефицита кадров, важнейшее условие достижения высоких темпов экономического роста связано с повышением производительности труда. Это самый главный ресурс. Сегодня уже сказал о необходимости увеличения инвестиций
и обновления наших предприятий. Важно обеспечить это на качественно новой технологической основе с широким применением автоматизации. Так Россия за короткий срок должна войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации. Это означает установку более 100 тысяч роботов. Причем их производство нужно ускоренно развивать в нашей стране на собственной технологической базе. И такая возможность, безусловно, у нас есть. При этом также важно повышать эффективность действующего оборудования и технологических процессов. Ключевой инструмент здесь – распространение методов бережного производства. Такая работа идет в рамках профильного национального проекта. В нем уже приняли участие более 6 тысяч предприятий и свыше 120 тысяч специалистов. Текущий год заключительный для действующего национального проекта. Нужно продлить входящие в него федеральные проекты в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика». Более того, предстоит расширить эту практику, чтобы к 2030 году вовлечь в проекты повышения производительности труда не менее 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, а также все государственные и муниципальные организации социальной сферы. Для предприятий, компаний это будет означать наращивание выпуска продукции, повышение качества услуг, а для их работников более комфортные условия труда и, конечно, увеличение заработных плат. Напомню, что на горизонте ближайших 6 лет они должны прибавлять темпами выше, чем валовый внутренний продукт. Пятое структурное изменение – это настоящая цифровая платформенная революция. В современных условиях производительность труда напрямую связана с цифровизацией, с использованием технологий искусственного интеллекта. К 2030 году нам предстоит сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Эти задачи будут решаться в рамках нового нацпроекта «Экономика данных». Добавлю, что в горизонте 6 лет не менее 80% российских организаций ключевых отраслей экономики должны перейти на отечественное программное обеспечение в производственных и управленческих процессах. Для поддержки IT-отрасли предусмотрим целый ряд мер, включая учет с повышенным коэффициентом расходов на отечественные цифровые решения при расчете налога на прибыль, а также установим пониженную ставку по налогу на прибыль в размере 5% для российских IT-компаний. Она будет действовать до 2030 года включительно. Прошу правительство проработать дополнительные меры поддержки отечественных разработчиков программного обеспечения, в том числе определить уровень закупок компаний с госучастием у малых технологических компаний и стартапов. Повторю, это тот гарантированный уровень, ниже которого объем закупок опускаться не может. Мы уже применяем этот механизм, и он действует достаточно эффективно. Надо его продолжать, конечно. И, конечно, важно активно применять цифровые решения в строительстве и жилищно-коммунальной сфере. С их помощью сокращать сроки и стоимость проектов. Отмечу, что за последние 5 лет за счет устранения административных барьеров и явно избыточных требований длительность инвестиционно-строительного цикла уменьшилась почти вдвое. Не буду сейчас все перечислять, что сделано. Сделано немало, но есть еще над чем поработать. Будем продолжать эту работу, чтобы в России строилось больше дорог, мостов, заводов и фабрик. И, конечно, комфортного, доступного жилья с высокими современными параметрами энерго- и ресурсоэффективности. В этом плане сектор ЖКХ и дорожное строительство обладают колоссальным потенциалом, в том числе по использованию вторичных ресурсов, применению так называемых умных решений и зеленых стандартов на базе передовых технологий. И в этой связи шестое структурное изменение – это форсированное, опережающее насыщение отраслей экономики современными технологиями и инновациями. Но это, может, одно из ключевых направлений. За 6 лет мы планируем войти в десятку мировых лидеров по объему научных исследований и разработок. Внутренние затраты на эти цели должны увеличиться не менее чем до 2% ВВП.
В этой логике будет запущен ряд новых национальных проектов в сфере технологического суверенитета по таким ключевым направлениям, как средства производства и автоматизации, новые материалы, химия, перспективные космические сервисы, энергетические технологии и целый ряд других. В этих проектах будет реализован целый спектр решений. От популяризации науки и подготовки кадров, поддержки научных разработок и налаживания серийного производства до формирования гарантированного спроса на высокотехнологичную продукцию. Особо отмечу, что в рамках проектов будут определены так называемые опорные колледжи, вузы и научно-исследовательские институты. Они должны стать основой для бурного роста новых отраслей в нашей стране. И, конечно, надо совершенствовать правовую базу для работы бизнеса, чтобы компании чувствовали себя уверенно, вкладывали средства в перспективные, наукоемкие инициативы с большим горизонтом. Отмечу, что интеллектуальный, творческий потенциал здесь у нас огромный. Нам важно его в полной мере реализовать. И позитивные тенденции, конечно, обозначаются. Так, только за первые 4 месяца текущего года в России подано почти 8 тысяч заявок на изобретение и 3,5 тысячи заявок на полезные модели. Прежде всего, по направлениям критически важным для нашей страны в сфере металлургии, энергетики, транспорта, двигателестроения. Крайне важно обеспечить защиту интеллектуальной собственности наших разработчиков, а также коммерческую эффективность их решений, чтобы изобретения не ложились на полку, а проходили всю цепочку от закупки до его воплощения в конкретном продукте. В том числе надо предусмотреть возможность передачи патентов на научные разработки, так некоторые эксперты считают, от заказчика к их создателям, а также малым инновационным предприятиям и технологическим компаниям, которые знают, как коммерциализировать изобретения и готовы это сделать. Но как человек с базовым юридическим образованием, конечно, понимаю, где здесь засада, и нельзя допустить правового произвола. Если уж кто-то заплатил за определенные изобретения, он является собственником. Это очевидно. Но нужно создать такой мягкий и рыночный механизм использования этих изобретений с тем, чтобы они не валялись на полке. На эту тему мы, конечно, все вместе и в парламенте, и в правительстве должны подумать. В этой связи 7-е важнейшее структурное изменение – это трансформация, усиление роли малого и среднего бизнеса в развитии экономики. Сегодня в нашей стране около 6,5 миллионов субъектов малого и среднего предпринимательства. Если 6 лет назад мы ставили цель увеличить численность занятых в этом секторе до 25 миллионов человек, то и казалось, что это очень сложно. Напомню, некоторые посмеивались, коллеги, говорили, что это нереалистичная задача. Сегодня можно уверенно сказать, эта цель достигнута, и достигнута досрочно. Наши предприниматели, в том числе молодое поколение, хорошо, уверенно набирают темп, занимают рынок, налаживают выпуск продукции, которая зачастую и превосходит зарубежную по своим характеристикам. Кроме того, российский бизнес понимает, что свидетельством качества, солидным экономическим активом становится собственный товарный знак. Растет количество таких заявок на одежду и обувь, программное обеспечение в области фармацевтики, бытовой химии, парфюмерии, косметики, кондитерских изделий и так далее и тому подобное. В прошлом году подано более 143 тысяч заявок на товарные знаки. В 2 раза больше, чем в доковидном 2019 году. Кстати, процесс регистрации товарного знака в России один из самых удобных и быстрых в мире. Он полностью оцифрован. Срок рассмотрения заявки 4 месяца. По ее итогам выдается электронное охранное свидетельство. Что особенно важно, все чаще регистрируются самобытные, региональные, местные бренды. Это, безусловно, дань уважения культуре, традициям наших народов. Свидетельство гордости предпринимателей за свою малую родину, за регион, где они ведут свое дело. И, конечно, бизнес видит, что люди хотят покупать отечественные, произведенные именно в России товары.
Кстати, многие из региональных брендов относятся к так называемым креативным, творческим индустриям. Более половины субъектов федерации уже системно содействуют их развитию. Я прошу уже весеннюю парламентскую сессию принять федеральный закон, который задаст четкую правовую базу креативной индустрии, а в дальнейшем позволит установить общие стандарты ее поддержки. Мы будем создавать все условия, чтобы малые и средние компании в нашей стране росли еще быстрее. Будем повышать эффективность действующих мер поддержки, а также в дополнение к ним предлагать новые. Отмечу, что значительную роль в развитии начинающего, некрупного бизнеса играют так называемые маркетплейсы. Вместе с Почтой России они формируют современную инфраструктуру, своего рода кровеносную систему доставки отечественной продукции. Позволяют компаниям даже в отдаленных городах и поселках получать доступ к большому рынку России и всего Евразийского экономического союза. Прошу коллег в правительстве обратить особое внимание на развитие таких товарных потоков при реализации обновленной стратегии Почты России и в целом при формировании национальных проектов. Добавлю, что для помощи отечественному бизнесу в продвижении продукции запущен всероссийский конкурс «Знай наших». В текущем году число заявок на конкурс увеличилось в 2,5 раза. Они поступили из абсолютно всех регионов Российской Федерации. Словом, конкурс растет, зарекомендовал себя как настоящий бизнес-лифт, и важно, чтобы такие успешные практики активно применялись и на региональном уровне. Обращаю на это внимание своих коллег-губернаторов. И еще один момент хотел бы отметить особо. Практически все участники конкурса и в целом многие отечественные предприниматели поддерживают военнослужащих и ветеранов специальной военной операции, их семьи, родных и близких наших героев. Отправляют в подразделения свою продукцию, покупают вещи, технику, помогают госпиталям. Такое высокое понимание социальной миссии, ответственности, патриотизма в самом прямом и лучшем смысле этого слова, безусловно, очень ценно, заслуживает огромного уважения. Спасибо вам. Уважаемые коллеги, следующее, 8-е важнейшее структурное изменение связано с раскрытием потенциала регионов России. Это новая география развития, создание точек роста в городах, поселках, по всей территории страны, возможности для людей не только в столицах, но и в малых городах, на селе приобрести профессию, найти хорошо оплачиваемую работу или вести свое дело, реализовать себя. Жить, воспитывать детей в комфортных, современных условиях. В следующем году будут запущены новые национальные проекты и государственные программы по развитию систем образования и здравоохранения, спорта, культуры, по повышению экологического благополучия наших городов и сел. Для всех наших мер в социальной сфере и в демографии, для реализации федеральных и региональных программ нужна, конечно же, экономическая база. Она формируется на местах, в субъектах федерации. Мы будем укреплять экономические возможности регионов. В этой связи, в том числе в правительстве, обсуждаются планы переноса головных структур наших крупнейших корпораций и госкомпаний в субъекты федерации. Идея, безусловно, требует проработки, но заслуживает внимания и поддержки. И здесь есть позитивные примеры. Например, переезд компании «Росгидро» из Москвы в Красноярск. И, конечно, важно концентрировать ресурсы на перспективных точках роста. Именно такой подход предусмотрен в рамках мастер-планов для дальневосточных и арктических регионов. Мы договорились утвердить аналогичные программы, документы еще для 200 населенных пунктов. В их число войдут все региональные центры, а также города, играющие важную роль в укреплении технологического суверенитета России. Для мощного, долгосрочного развития регионов важно устранять ограничения в энергетике, транспортной системе, строить и ремонтировать дороги, инженерные и коммунальные сети. На реализацию таких проектов субъекты Федерации получают инфраструктурные бюджетные кредиты. Как уже говорил, со следующего года их объем будет увеличен.
Этот портфель будет расти не менее чем на 250 миллиардов рублей ежегодно. А в целом до конца 2030 года сумма выданных инфраструктурных бюджетных кредитов составит 2,5 триллиона рублей. Причем средства будут распределяться не только на основе лимитов для каждого субъекта федерации, но и по итогам конкурса региональных и межрегиональных проектов. Отмечу еще одно уже принятое решение, которое поддержит региональные финансы. Мы начинаем списывать 2/3 ранее выданных бюджетных кредитов. Средства, которые, что важно, что средства, которые освободятся, субъекты федерации должны будут направить на поддержку инвестиций, включая создание индустриальных парков и инфраструктуры территорий опережающего развития, а также на инфраструктуру, на обновление систем ЖКХ, строительство дорог и мостов, модернизацию общественного транспорта и расселение аварийного жилья, на мероприятия мастер-планов и так далее. Я прошу правительство в диалоге с регионами в ближайшее время отработать все детали этого механизма. Далее. Кроме расшивки узких мест в инфраструктуре, надо широко вовлекать в хозяйственный оборот неэффективно используемые земельные участки, например, с заброшенными и недостроенными зданиями. А таких объектов десятки тысяч по всей стране. При должном подходе они будут служить людям, приносить прибыль бизнесу. Вот по данным Генпрокуратуры, например, в России более 181 тысячи бесхозных и заброшенных зданий и сооружений. На учете не стоит более трети из них. Права зарегистрированы лишь на 1/5 часть. Порой на заброшенных территориях находятся мусорные свалки. Как правило, они бесхозные, а у муниципалитетов нет денег на их ликвидацию. Предлагаю следующее решение. Если предприниматель готов ликвидировать такую свалку за свой счет, то можно подумать о том, чтобы бесплатно передавать ему соответствующий земельный участок в пользование или в собственность. Я прошу правительства провести соответствующие консультации с субъектами федерации, с некоторыми, подумайте о том, что в распоряжении многих федеральных ведомств находится, и также в бесхозном состоянии не использовать. Нужно здесь проработать все детали и не наградить, конечно, бюрократических барьеров, не допускать злоупотребления или увода у городов, поселков земельных участков. Конечно, нужно продумать, но точно совершенно нужно с этим что-то делать. Уверен, эффективное решение этой проблемы не только улучшит городскую среду, сделает жизнь граждан более комфортной, но и прямо сработает на рост капитализации городских активов, привлечет малый и средний бизнес девелоперов с интересными проектами жилой застройки. В этой связи об ипотечном кредитовании два слова. Как вы знаете, мы продлили до 2030 года действие семейной ипотеки. Льготный кредит по ставке 6% могут получить все российские семьи, где растут дети в возрасте до 6 лет. Предлагаю здесь дополнительное специальное решение. В социальной сфере, для семей, которые живут или хотят приобрести жилье в малых городах или в регионах, где пока объем жилищного строительства недостаточен. Здесь семьи с 2 детьми смогут воспользоваться семейной ипотекой под 6%, независимо от возраста детей. Единственное условие, чтобы хотя бы один ребенок в семье был несовершеннолетним на момент оформления ипотеки. И еще, такие же льготные условия ипотеки будут действовать во всех регионах России для каждой семьи, которые хотят построить свой дом, для каждой семьи, которая хочет построить свой дом. Это особенно важно для больших многодетных семей. Я прошу правительства запустить эти программы уже с 1 июля текущего года. Добавлю, что для улучшения облика городов мы продолжим всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, а также запустим программы. Она популярна, эта программа, действительно, и у людей встречает хорошую обратную реакцию. Запустим программу строительства и благоустройства набережных и парков. Отдельным направлением станет реставрация и реконструкция объектов культурного и исторического наследия.
К 2030 году по всей стране надо привести в порядок не менее 1000 таких объектов, дать им вторую жизнь, чтобы они служили людям, служили сбережению и укреплению нашей идентичности, украшали города и села, повышали их туристическую привлекательность. Развитие внутреннего туризма – один из приоритетов нашей долгосрочной стратегии. За 6 лет доля туристической отрасли в валовом внутреннем продукте должна увеличиться до 5%, а количество поездок по стране с размещением в гостиницах вырастет до 140 миллионов человек. Будем создавать комфортные и доступные условия для отдыха, включая строительство гостиниц и небольших кемпингов, горнолыжных курортов и парков развлечений. Наши меры экономической и социальной политики должны быть не только эффективными, но и справедливыми. И в этом смысле следующий 9-й структурный сдвиг – снижение бедности, сокращение неравенства, рост доходов российских семей, что в свою очередь прямо влияет на качество жизни людей, на увеличение внутреннего спроса и емкости национального рынка. На решение этой задачи должны работать все инструменты, включая выплаты семьям с детьми, налоговые вычеты, социальный контракт. И, конечно, главный инструмент, о чем сегодня уже сказал, это обеспечение опережающего роста заработных плат. Здесь добавлю важное решение, которое касается индексации минимального размера оплаты труда. Он уже превышает прожиточный минимум, как это определено в Конституции. И в дальнейшем мы завяжем его индексацию на общий рост зарплат в экономике. Начиная со следующего года будет установлено соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в нашей экономике людей. В 2025 году МРОТ составит 48% медианной зарплаты. Таким образом, он превысит 22 тысячи рублей в месяц, то есть вырастет еще примерно на 15%. Затем соотношение с медианной зарплатой будет увеличиваться, чтобы, как и договаривались, к 2030 году МРОТ составлял не менее 35 тысяч рублей в месяц. Наконец, 10-е. Интегральное по своей сути структурное изменение – это повышение качества жизни российских семей. Об этом было подробно сказано в послании Федеральному собранию. Я повторю, здесь принципиальное значение имеют все направления: поддержка рождаемости и многодетных семей, защита материнства и детства, повышение доступности системы долгосрочного ухода для пожилых людей и инвалидов, улучшение системы образования и здравоохранения, качество среды для жизни. Результатом, проявлением государственных изменений должно стать увеличение продолжительности жизни, причем с акцентом на рост именно активной, здоровой жизни. И, конечно, формирование равных возможностей для реализации потенциала подрастающих поколений для роста уровня жизни российских семей. Уважаемые коллеги и друзья, глобальная экономика вступила в эпоху серьезных, кардинальных перемен. Формируется многополярный мир с новыми центрами роста, инвестиционными и финансовыми связями между государствами и компаниями. Экономика России реагирует на эти вызовы и также динамично меняется, обретает большую силу и устойчивость. В огромной степени это заслуга наших рабочих, инженеров, управленцев и, конечно, предпринимателей, которые наращивают вложения в развитие своих компаний, предприятий, городов и регионов, выводят на первый план такие ценности, как ответственность, доверие, служение своему народу и своей стране. Мы будем наращивать поддержку позитивных изменений в обществе и в экономике. Именно на этом, на достижении национальных целей развития, фокусируются наши долгосрочные системные планы по укреплению финансового, технологического, кадрового суверенитета нашей страны, по улучшению делового климата. И в этой работе мы открыты для самого широкого сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами, зарубежными компаниями, странами, интеграционными объединениями. Я вас благодарю за долгое терпение и желаю вам успехов. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое, Владимир Владимирович, за яркую
речь. Я думаю, что она вселяет бодрость присутствующих, слушающих нас по всей стране и в наших ребят, которые сражаются на фронте против очередной агрессии Запада. Это правильная речь. А сейчас я с большим удовольствием предоставляю слово Луису Арсе, президенту Боливии. Прошу вас, господин Арсе. Muchísimas gracias. Большое спасибо. Muy buenas tardes a todas, a todos. Желаю всем доброго вечера. Saludar a nuestro anfitrión, Хотел бы el поприветствовать presidente Putin, моего уважаемого коллегу, президента России Владимира Путина. Благодарю за приглашение на этот важный форум. al hermano presidente de Zimbabue, Также хотел бы поприветствовать президента Зимбабве и нашего модератора и всех тех, кто присутствует сегодня в этом зале. quiero extenderles Я un хотел бы caluroso saludo передать вам теплый en nombre del привет pueblo boliviano от лица боливийского que tengo народа, el orgullo de representar. который я с гордостью представляю Quiero здесь. agradecer a los organizadores Хочу поблагодарить por su организаторов hospitalidad за y la гостеприимство amable invitación и a за participar en прекрасное este приглашение importante foro internacional поучаствовать в этом крупном en la международном histórica форуме ciudad de San в Petersburgo, историческом городе на Неве, в donde Санкт-Петербурге, se desarrolló где la primera revolución socialista en el произошла mundo, первая социалистическая революция в мире, и se годы derrotó спустя al fascismo смогли tras una нанести épica поражение resistencia фашизму. de cerca de 3 años. Блокада длилась 3 года, она была прорвана. Estoy seguro que compartimos la Я convicción уверен, что мы que la все recomposición del orden считаем, mundial что сегодня nos мировой conduzca a un порядок mundo más justo переходит к более справедливому и сбалансированному состоянию, fundamentos основываясь del multipolarismo. на многополярности, многосторонности. Y, Es de esperar конечно, мы ждем, y tendremos profundos debates en torno a что la будут transición разные a un modelo обсуждения multipolar перехода к новой многосторонней, многополярной модели мировой экономики, в которой, без всякого сомнения, мы сможем поучиться ценному опыту российской экономики и увидеть, какая будет серьезная у нее роль в новом мире. Это этот обмен, который является очень важным для всех, в особенности для тех стран, которые здесь представлены, и которые, многие из них, стали жертвами этой модели экономики, которая разделена на центр и периферию. И эта ситуация нас привела к тому, что мы являемся страной, которая производит и экспортирует лишь одну группу товаров, и привела к деиндустриализации. Поэтому боливийская экономика стала зависима и стала анклавом, стала рынком, который принимает импорт. И у нас сегодня есть большое количество шахтеров, тех, кто добывает добывает полезные ископаемые и поставляет их на мировые рынки. Но государственное строительство в Боливии не могло изменить эту ситуацию, потому что неоколониализм разворачивал свои сети, и поэтому наше правительство в рамках нового многонационального государства прислушалось к требованиям и чаяниям нашего народа и начало процесс индустриализации для достижения национального суверенитета и освобождения. Индустриализация и импортозамещение нашей страны являются важной частью повестки дня, начиная уже с XIX века. И мы должны завоевать подлинную экономическую независимость и политический суверенитет для того, чтобы достичь этой цели. Мы видим, что у нас есть большое количество вызовов, с которыми мы сталкиваемся. Поэтому
Мы из Боливии считаем, что возможность принадлежать к группе БРИКС является прекрасной перспективой для нашей страны, для того, чтобы проводить в действие трансформации, преобразования в нашей стране вместе с ускоренной индустриализацией. Экономики этого блока БРИКС, смогли нарушить гегемонию Соединенных Штатов, и они являются надеждой на развитие сотрудничества и взаимодополняемость между странами. Как мы знаем, сегодняшний мир отражает многосистемный кризис капитализма со многими измерениями. Это финансовый кризис, климатический, энергетический, в области продуктов питания, водных ресурсов, макроэкономики, институтов. Мы видим это на примере международных организаций. Одной из характеристик этого кризиса с разными измерениями является то, что сегодня создан климат, который противоречит развитию мира. Для того, чтобы иметь новую модель развития, которая отличается от ортодоксальной, мы в Боливии создали собственную экономическую модель. Это социально ориентированная, производительная экономика. Это модель, которая отличается от того, что пытался нам насадить неолиберализм, потому что у нас очень серьезные меры социальной защиты и поддержки. Мы основываемся на наших базовых фундаментальных ценностях, которые присущи коренному народу, и, конечно, делаем упор на производстве, которое является механизмом производства нового богатства, увеличения богатства. Это модель, которая была разработана, принимая во внимание характеристики, которые типичны для нашей боливийской экономики, для нашего общества. Действует активно, как она работает. Прежде всего, эта модель основана на экономическом росте и развитии. Она основана на использовании природных ресурсов во благо нашего боливийского народа. Это модель, которая идентифицирует производство природных ресурсов, ставит целью индустриализацию и увеличение производства. С колониальных времен в Боливии находят огромное количество природных ресурсов. Можно, например, вспомнить Серра-Жико де Потоси. Это месторождение серебра, самое большое крупное месторождение серебра, которое у нас было. Также у нас крупнейшие запасы лития на планете, месторождение золота, цинка, газа, серебра, меди, редкоземельных металлов и так далее. Все эти стратегические секторы нашей экономики помогут нам достичь лучших показателей в развитии. И они, конечно, служат целью распределения благ между членами общества, учитывая ту программу, которую проводит наше правительство. И упор на тех секторах экономики, которые повышают доходы нашего населения и дают рабочие места. Этот процесс распределения не только имеет целью более справедливое распределение доходов, снижение неравенства, которое характерно для многих стран. Мы также хотим инвестировать в другие секторы нашей экономики, диверсифицируя экономику,
создавая рабочие места, повышая доходы и обеспечивая устойчивое развитие и рост с экономикой, основанной на широкой базе. В нашем случае мы стремимся к импортозамещению, также привлечению турпотоков, развитию туризма, повышению производительности сельского хозяйства, всегда в гармонии с матерью-землей. Поэтому наша модель имеет целью диверсифицировать экономику на широком основании, повысить качество жизни нашего населения. И конечной целью всего этого процесса является, конечно же, ликвидация бедности и снижение неравенства. Социальная и экономическая модель, взаимодополняющая модель развития в Боливии, начала реализовываться с 2006 года. Мы достигли серьезных экономических и социальных результатов, хороших результатов. Например, ВВП Боливии увеличился с 945 миллионов в 2006 году до 45 миллиардов 464 миллионов долларов в том году. ВВП на душу населения увеличился с 1037 долларов до 3736 долларов в 2023 году на душу населения. В декабре того года у нас огромное количество занятых, больше 6 миллионов. Самая большая занятость за всю историю, 75%. Мы смогли снизить бедность с 71% в 2005 году до 36% в прошлом году. И крайняя бедность снизилась с 38% в 2005 году до 11,9% в 2023 году. Индекс Джини снизился от 0,60 до 0,43 в 2023 году. Таким образом, экономическая модель достигла серьезных экономических успехов и социальных подвижек. В этом контексте глобального экономического замедления и снижения темпов роста во многих экономиках, развивающихся экономиках, и растущей бедности и неравенстве во многих странах, на этом фоне наша модель экономического, социального, взаимодополняющего развития Боливии является альтернативой для развивающихся стран. Эта модель показала, что есть возможность стимулировать устойчивый рост, менее подверженный колебаниям, в отличие от тех стран, которые являются сторонниками свободного рынка. Также наша модель развития боливийской экономики служит целью снижения неравенства и бедности благодаря распределительной политике и стабильности цен. А во всем остальном мире мы видим, что инфляция бьет все рекорды. Также, учитывая сложную экономическую ситуацию на международной арене, мы видим, что растут транспортные издержки, логистические издержки, процентные ставки на международном уровне растут. Мы видим, что это дестабилизирует ситуацию во многих странах, а у нас темпы роста в прошлом году 3,1%. Это второй показатель в Южной Америке, выше прогнозов, которые давали международные организации. Эта модель и ее экономические и социальные результаты
результаты являются доказательством того, что не может быть только одного единого видения развития экономики и общества. И на нашей планете могут сосуществовать разные способы развития. И, конечно, все это ответственность суверенных решений стран. Они принимают решения относительно своего экономического, политического устройства, и это и должно быть лейтмотивом во всем мире. Мы видим, что у нас наша модель является альтернативой неоколониализму, основанному на долларе, который хочет, чтобы экономики от него зависели, и подрывает многосторонность, насаживая одностороннее мироустройство. Наша экономика Боливии гарантирует социальную и экономическую вовлеченность людей. Мы уменьшили неравенство и смогли создать более однородное общество. Таким образом, доказана гипотеза, что страна может расти быстрее, когда доход распределяется равнее по экономике, равномернее. И сегодня мы видим, что в рамках строительства многостороннего, многополярного мира мы должны работать над ликвидацией неравенства. Это правда, что развивающиеся экономики пытаются усилить свой внутренний рынок, повысить доходы и снизить неравенство. Но что отличает нашу боливийскую модель, это то, что мы смогли стать одной из самых динамично развивающихся экономик Латинской Америки и Южной Америки за последние практически десятилетия. Еще одним элементом многополярного мира является сотрудничество и передача технологий между странами. Например, те страны, которые еще пока являются развивающимися, нуждаются в потенциале наращивания своего технологического потенциала. Мы вместе с Российской Федерацией разделяем озабоченность относительно того, что сегодня технологиями не дают служить человечеству. Они должны служить человечеству, а не компаниям, транснациональным корпорациям или отдельным странам. Сегодня парадоксально развитие в самых бедных странах стоит дороже всего. Любой проект, стоимость инфраструктуры требует увеличения стоимости, увеличения сметы для того, чтобы обеспечить предохранные нормы. И это насаживают нам развитые государства. Мы видим, что нужно практиковать сотрудничество и обмен и трансфер технологиями также в области здравоохранения. И поэтому это было очевидно, когда мир столкнулся с пандемией COVID-19. И мы понимаем, что могут быть и новые патологии, новые заболевания в будущем. В то же время мы боремся за более здоровое общество, которое основано на ценностях наших тысячелетних традиционных культурах. Это индийские культуры, которым чужды те принципы, которые стали сегодня повсеместно насаждаться в одностороннем мире капитализма. Мы видим, что строится сегодня многополярный мир, и в нем мы должны распространять свои собственные валюты для того, чтобы проводить расчеты между странами. Нельзя допустить, чтобы одна какая-то страна стала мировым центральным банком и определяла денежно-кредитную политику во всем мире. И эти времена уже прошли, потому что сейчас новая структура экономики и финансов изменилась кардинально. Также мы следим за социально-экономическим развитием
на основе суверенитета государств, без вмешательства извне. Нужно уважать все народы, все нации и их суверенные решения по поводу использования своих природных ресурсов. Поэтому в Боливии делается ставка на многополярность, которая является частью исторической судьбы человечества. Строительство многополярного мира, тем не менее, конечно, сталкивается с рисками и угрозами. Например, нужно гарантировать пищу мировому населению, которое продолжает расти. Мы уже говорили о том, что одной из серьезных проблем современного капитализма является продовольственный кризис. И решение этой проблемы нужно, конечно, вести в рамках парадигмы многополярности. Нужно создать программы сотрудничества, которые имеют целью производства продуктов питания по всему миру. Для этого, вне всякого сомнения, нужно обмениваться технологиями, которые повысят производительность сельского хозяйства. Это должна быть также одним из оснований экономического развития многополярного мира. Мы видим, что сегодня, к сожалению, во многих странах высокие показатели бедности, недоедания и нехватка общественных услуг. Мы видим, что большое количество денег направляется на гонку вооружений, строительство баз в других странах, которые не являются территорией тех стран, которые строят эти базы. А также мы считаем, что как и Россия, как и страны БРИКС, мы обеспокоены угрозами гибридной войны во многих измерениях, которая вредит нашему развитию, индустриализации. Мы видим сегодня, что есть олигархат, который служит чужим интересам. Мы говорим об этом на конференциях, на академических конференциях в области безопасности. Например, такой ресурс, стратегический ресурс, как боливийский литий, может помочь индустриализации России, Китая и другим развивающимся странам. Угрозы стабильности нашему правительству, продолжению индустриализации и нашей модели развития экономики в Боливии могут привести к тому, что наш политический проект может быть свернут. У нас огромное количество бесценных природных ресурсов, и мы хотим развивать, добывать эти ресурсы, принося нам как можно меньший вред окружающей среде и во благо человечества. Это, конечно, должно быть взаимовыгодное сотрудничество, и мы не должны сегодня видеть такие практики, как монопроизводство одной культуры или добыча одного какого-то элемента, минерала. Мы говорим о том, что сегодня мы переходим к концепции многополярного, мультиполярного мира и созданию новых блоков, таких как группа БРИКС. И нужно продвигать как можно скорее строительство таких альянсов, таких союзов, с тем, чтобы продвигать цели этого форума. Они также совпадают с боливийскими национальными целями. Мы должны объединить усилия и прийти к многополярному миру. Это дорога, которая гарантирует стабильность, мир, развитие и счастье наших народов в равновесии и гармонии с Матерью Землей. Мы должны жить хорошо на нашей планете. Спасибо.
Спасибо, господин президент, за очень интересную и поучительную речь. Она еще раз доказала, что наука и экономика не является национальной наукой и вообще не является наукой, это искусство. И каждая страна должна выбирать свою собственную модель. У меня в этой связи сразу вопрос к Владимиру Владимировичу. Владимир Владимирович, а может быть решимся все-таки, и вы поручите нам с участием таких экономистов, как Арсе, выработать свою собственную модель. Мы что-то делаем явно, но совершенно понятно, что мы еще не определили, что мы делаем. Вот. Тем более мы начали сильно развивать военно-промышленный комплекс, но и, в общем, методом тыка у нас получается. Но мы ведь, по-моему, не имеем мастер-плана. Может быть, в рамках экономического форума рядом с ним создадим постоянно действующую какую-то структуру, которая будет использовать, во-первых, свои собственные мозги, конечно, и в первую очередь мозги наших практиков, потому что ученые-экономисты, к сожалению, в большинстве своем, я их знаю, я сам бывший экономист, хотя бывший, конечно, не бывает, застряли в старой модели. Владимир Ильич, может быть, поручите нам, Петербургскому форуму, создать рабочую группу по выработке новой модели. Ее можно проводить, ее можно собирать здесь, на полях форумах, рядом с форумом, эту группу. И мы, может быть, что-нибудь придумаем оригинальное для себя и поймем, куда мы идем. Я чувствую, что у нас будет не обсуждение, а такая дискуссия, потому что то, что вы сказали, звучит обидно и для правительства Российской Федерации, и для других структур. Вы сказали, мы что-то делаем. Я целый час битый здесь объяснял, что мы делаем. Но мы не знаем, я думаю, вы прикурнули немножко. Как хрюкнули, как говорят в народе. И ничего не слышали, что я говорю. Я целый час говорил, что мы будем делать. Целая программа из 10 пунктов. Вот. Поэтому мы не что-то делаем, а мы работаем над вот этой новой стратегией развития. Она у нас есть. Мы целый год. И делали не только сами. Значит, а делали вместе вот с теми мозгами, о которых вы сказали, то есть с предпринимательским сообществом, с их объединениями, на постоянных совещаниях, встречах. Мы ничего не делали келейно. Так? Значит, вы предлагаете создать какие-то структуры. Они есть у нас. Это правительство Российской Федерации, Центральный банк и часть администрации президента России. Значит, теперь по поводу того, чтобы создать в рамках Петербургского экономического форума, вы сказали, рабочую группу, которая на полях форума могла бы что-то предпринять. Ну, как известно, значит, знаем известное выражение, знаем, кому это принадлежит. Хотите завалить дело, создайте рабочую группу. Но я вам должен признаться, у нас уже столько рабочих групп, я уже не знаю, где мне председательствовать на этих рабочих группах. Когда приходит вот очередная какая-то группа, надо, вот, чтобы вы ее возглавили. Я, как правило, говорю, хорошо, я обязательно подумаю. Вот. А на полях вот здесь вот можно, но только летом, потому что зимой в Петербурге на полях холодно. Давайте... Но мы вообще, в принципе, в известной стране, и не только как экономист, а как политолог, причем яркий и такой, на некоторых направлениях мысли достаточно энергично, агрессивный. Но всегда интересно послушать таких людей, поэтому, и говорю без лести, без всего. Более того, сознаюсь, что я иногда даже читаю, значит, то, что вы пишете и говорите.
Поэтому мы не отказываемся. Мы открыты для любых обсуждений, которые пойдут на пользу развитию российской экономики. Хорошо, конечно, я соглашусь с моим президентом, только с одним уточнением. А мы какую модель вообще строим? Мы знаем? Я бы назвал идеальной модель для России авторитарный социальный капитализм, чтобы все было понятно, куда мы идем. Потому что вот мы идем якобы правым путем, якобы раньше шли либеральным, но вот мы не понимаем. Конечно, правительство что-то делает, и мы гордимся тем, что оно делает. Слава тебе, Господи, начало делать. Но, между прочим, начало делать только, когда петух клюнул. Потому что до того, пока петух не клюнул, ничего не происходило. Петуха отправим в суп, не переживайте. Нет. Потому что он курочек не топчет. Зачем он нужен, этот петух? Вот. А что касается модели, вы знаете, я вот говорил недавно на встрече с руководителями мировых информационных агентств. Вот мы должны смотреть, что в мире происходит. И о чем я сказал. Вот, допустим, китайская модель экономики, она многими экспертами признается более эффективной, чем существовавшие до сих пор. В том числе и североамериканская там, или европейская. Она более эффективна. Это правда. Примерно вы сейчас об этом и сказали. Вот, где сочетаются и элементы плановых начал и рыночная экономика. Китайцам удалось это сделать в их условиях. И я согласен с этой оценкой. Так и есть. Об этом говорят цифры роста экономики. Это очевидная вещь. Но это вот для китайского общества, для китайской экономики это вот эффективно. Вот я, знаете, с чем соглашусь? Вы, когда характеризовали выступление моего коллеги, вы говорили о том, что экономика – это, в известной степени это наука, но в известной степени это искусство. Наверное, так и есть. Ведь такие модели, они жесткие, когда накладываются такая общая мерка на разные страны, которые находятся в разных условиях, на разном этапе своего развития. Они голые схемы не работают или работают плохо. Надо исходить всегда из реалий. Исходить из реалий нашей страны. Причем здесь все очень важно. И история, и культура наша, и внутреннее состояние общества. Очень важно реальное развитие, что эффективно у нас в нашем обществе работает, что нет. Конечно, есть базовые вещи. Мы им учитываем эти базовые вещи. И петух, там не петух, но 4 десятых роста, или 3,6 у нас в прошлом году, до конца еще не посчитано окончательно. Это все-таки показатель. А 4,5 в первом квартале этого года – это тоже показатель. Но это все-таки результат нашей общей работы и правительства, бизнес-сообщества, в известной степени Центрального банка и администрации президента. Это результат нашей целенаправленной деятельности. И о том, что является основой нашей модели. Я только что говорил, мы вот этот остов создаем и постоянно, мы же постоянно принимаем какие-то решения, связанные с корректировкой нашей экономической модели. Я, как и любой гражданин России, рад тому, что последние 2 года в связи с операцией, которую мы ведем на фронтах, мы наконец занялись делом. До того мы немножко дрейфовали. Поэтому я и говорю о необходимости выработки все-таки достаточно четкое понимание, куда мы идем. Но, в принципе, мы это еще к этому вернемся. Давайте выслушаем сейчас господина Эмерсона Мнангова. Прошу вас, послушаем ваш опыт. Страна ведь развивалась в тяжелейших условиях.
Вы под санкциями сколько уже лет? Почти все время своего существования. И тем не менее выжили и начали даже развиваться. Как вам это удалось? Your Excellency, Vladimir Putin, Господин Владимир Путин, Russian Federation, президент Российской Федерации, Your Excellency, Ваше Превосходительство, Луис Арсе, президент многонационального государства Боливия, уважаемые гости, дамы и господа. Позвольте мне высказать свою искреннюю благодарность нашей принимающей стороны, нашему брату, дорогому коллеге, господину Путину. Спасибо за ваше гостеприимство. Спасибо, что создали эту платформу, чтобы мы могли обсуждать важнейшие вопросы, которые затрагивают нас всех в текущей глобальной ситуации. Ваше Превосходительство, позвольте мне от имени народа и правительства Зимбабве и от себя лично поздравить вас в очередной раз в связи с вашим избранием в качестве президента Российской Федерации. Ваша приверженность благополучию и процветанию вашего народа и защите независимости, мира и безопасности, а также территориальной целостности Российской Федерации является беспрецедентной. Зимбабве уверена, что ваше продолжающееся руководство ускорит достижение и процветание на вашей родине, Российской Федерации. Ваше Превосходительство, к сожалению, и что также неприемлемо, однако коллективный Запад продолжает преследовать устремления гегемона, которые нарушают суверенное равенство государств, справедливость, которая воплощена в Уставе Организации Объединенных Наций. Существует общий консенсус, что однополярный мир не имеет места в текущей глобальной политике и международных экономических отношениях. Реальность такова, что необходимо перераспределение власти между государствами, а также возникновение многочисленных центров экономического роста, инноваций и культурного влияния. Мы признаем, что многополярный мир представляет собой как и возможности, так и трудности, с которыми сегодня сталкивается человечество. Старый геополитический глобальный порядок, который определялся несколькими избранными членами, привел к постоянной маргинализации большинства из нас на глобальном юге. И это более неприемлемо. Ситуация, в которой некоторые западные государства пытаются диктовать нам, с кем нужно дружить. Также мы никогда не будем
согласны с этим в Зимбабве. Продвижение и поощрение многополярного мира имеет больший потенциал для нас, для Африки и для развивающегося третьего мира, для того, чтобы реализовывать сбалансированное, инклюзивное развитие, модернизацию и индустриализацию. Мы в Зимбабве руководствуемся философией того, что мы дружим со всеми и ни с кем не враждуем. Мы убеждены, что взаимно выгодное сотрудничество, партнерство и инвестиции вместе с взаимодополняемостью — это наиболее надежное основание для многополярного мира и для формирования новых точек роста. В этой связи мы приветствуем преображение глобального экономического уклада и геополитического ландшафта с помощью организации БРИКС и расширением этого объединения наряду с другими нарождающимися экономиками. В этих усилиях роль Африки остается крайне важной не только как исключительно поставщика сырья, но и как надежного глобального партнера. Во всех направлениях человеческого развития и во всех предприятиях мы исследуем новые источники направления роста. И богатые недра Африки должны быть использованы для того, чтобы продвигаться по пути устойчивого развития и наращивания благополучия и благосостояния. Новые глобальные цепочки поставок требуют того, чтобы Африке была оказана необходимая поддержка в том, что касается ее справедливой доли. Помимо этого, необходимо расширять производительные мощности стран Африки. Это тем более настоятельная необходимость, что Африка одарена колоссальными природными ресурсами, ценными минералами, большими сельскохозяйственными угодьями, а также значительным народонаселением, которому свойствен предпринимательский дух. Наш колоссальный рынок, входящий в общеафриканскую зону свободной торговли, является еще одним фактором развития в рамках взаимовыгодного, многополярного глобального миропорядка. В случае Зимбабве мы призываем к устранению незаконных санкций, упомянутых вами, которые сдерживают наше экономическое развитие и продвижение вперед. Это происходит на протяжении последних нескольких десятков лет. В чем заключается наше преступление? Преступление народа Зимбабве заключается в том, что они потребовали возвращения им их законной земли, чтобы воссоединились жители Зимбабве и их древние земли. Нам необходимо двигаться вперед, однако Зимбабве не просто добиться поставленных целей с учетом санкций, которые были против нас введены. Нам необходимы стратегические инвестиции в ключевые экономические отрасли. Это залог полного раскрытия нашего потенциала. Такие сектора включают инфраструктуры, образование, науку, сектора возобновляемых источников энергии, а также требуются меры по смягчению последствий изменения климата. Ваше превосходительство, Зимбабве открыто к ведению бизнеса.
Зимбабве приветствует инвестиции, партнерство, сотрудничество во всех отраслях экономики. Технологии и инновации служат катализатором роста, поскольку имеют возможность наводить мосты между странами, создавать новые отрасли экономики и добиваться коренных изменений в экономической системе. Для того, чтобы мы могли вывести нашу экономику на новый уровень, не требуется изобретать колесо. В результате мы вступаем в эпоху цифровой революции, делая вложения в науку, технологии, инновационные экосистемы, способствуя развитию образования на основе продвижения цифровой грамотности во всех государственных вузах. Наше устремление заключается в том, чтобы вывести Зимбабве на новый уровень развития, превратив ее к 2030 году в страну с уровнем дохода выше среднего. В этих целях мы используем партнерство, инструменты взаимодействия и сотрудничества для воплощения этого видения в жизнь. На уровне страны мы пытаемся задействовать наше стратегическое географическое положение. Мы являемся в центре Африки, южной ее части. Мы имеем колоссальные запасы талантов, человеческих ресурсов высококвалифицированных, а также природных ресурсов. И мы готовы воспользоваться теми возможностями, которые открываются с учетом новых перспектив их роста и наращивания торговли. Мы также сердечно приглашаем наших братьев в Российской Федерации, инвесторов из Российской Федерации, приглашаем их изучать многочисленные возможности для инвестирования в нашу страну, Зимбабве. Ваше превосходительство, в многополярном мире солидарность и сотрудничество между странами являются императивом. Вызовы, с которыми мы сталкиваемся в области мира, безопасности, изменения климата, пандемии, экономического неравенства, в частности, требуют от нас коллективных мер на общемировом уровне. Они требуют сотрудничества. И это должно лежать в основе нашего общего устремления к миру и развитию, такому развитию, в рамках которого никто нигде не останется за бортом этого развития. В этой связи Зимбабве рассматривает Российскую Федерацию в качестве важного глобального союзника. Для того, чтобы использовать возможности, открывающиеся в многополярном мире, необходимо сменить парадигму, найти новый подход к сотрудничеству. Синергетический эффект, инвестиции, партнерство — это то, где мы должны работать, и Зимбабве готова внести свой вклад в эти преобразовательные процессы. Мы вступаем на этот путь вместе. И давайте не будем на этом пути забывать о том, что сила кроется в единстве, в умении приспосабливаться, а также в инновациях. Работая сообща, мы можем выстроить многополярный мир, который будет характеризоваться большей справедливостью и инклюзивностью, который будет более процветающим на благо всех. Зимбабве, несмотря на 25-летний режим санкций, введенных Западом за преступления, которые заключаются в том, чтобы вернули свою землю себе,
страдает от этих санкций. Эти санкции действуют в отношении Зимбабве на протяжении последних 25 лет. Однако, благодаря устойчивости, а также миру, который нам удалось водворить в нашей стране, ВВП Зимбабве растет. В рамках Второй Республики с 2018 года мы в 2023 году сумели до 69 миллиардов долларов увеличить наш ВВП. Опять же, несмотря на введенные против Зимбабве санкции. Мы также, будучи народом, живущим под санкционным режимом, решили придерживаться следующей философии. Философия заключается в том, что страна строится, развивается и защищается своим собственным народом. Мы страна небольшая, находящаяся в южном полушарии, но при этом мы располагаем обширными сельскохозяйственными угодьями. В сельском хозяйстве наблюдается модернизация, механизация. Благодаря этим процессам мы можем стать одним из важнейших факторов обеспечения продовольственной безопасности в нашем регионе. И мы надеемся, что, в частности, первый мир, так называемые развитые страны, помогут нам вывести нашу экономику, наше сельское хозяйство на новый уровень. В заключение, Ваше Превосходительство, дорогой брат, президент Путин, позвольте поблагодарить вас от имени правительства и народа Зимбабве, а также от себя лично за щедрый и своевременный дар, который вы предоставили нашей стране в час нужды. Ваше Превосходительство, я также признателен за то, что, в частности, были предоставлены суда, такие как Дмитрий Мазепин, для направления удобрений в Зимбабве. Это случилось как раз в самый подходящий момент для ведения сельского хозяйства в рамках тропического режима климата в нашей стране. Мы отмечаем, что вы поддерживаете такие малые развивающиеся страны, такие как Зимбабве, поддерживаем, в частности, вас в вашем предприятии по укреплению связей. Мы в Зимбабве рассматриваем вас в качестве дорогого, надежного друга народа Зимбабве, который на протяжении последних 25 лет страдает от санкций, при том, что перспектив снятия этих санкций пока не наблюдается. Но несмотря, опять же, на все это, дорогой брат, наша экономика растет, и более того, это самая быстро растущая экономика в нашем регионе, несмотря на введенные Западом санкции. По этой причине в виде демонстрации вашей приверженности делу поддержки таких малых стран, как Зимбабве, могу сказать вам, что мы сумели добиться продовольственной безопасности благодаря, опять же, вашей поддержке в приобретении удобрений. Позвольте от имени своей страны, от моего народа, а также лично от меня выразить огромную благодарность за вашу неизменную поддержку
нашей And стране, that regards, находящейся под I санкциями. wish to promise Your Excellency И я хочу также that пообещать we вам, are better ваше off with the превосходительство, continued imposition of sanctions because что we concentrate эти on санкции survival. даже мы даже научились извлекать пользу из этих санкций, потому что укрепляемся сами и умудряемся выжить. Спасибо большое. Спасибо большое, господин президент. Мы испытываем гордость за вас, но испытываем гордость в какой-то степени за себя, потому что мы помогаем вашему успеху в ваш трудный час. Ну, сейчас перейдем к формальному обсуждению. Вообще государства все развиваются на основе трех основных факторов. Это фактор военной силы, фактор идей, духа, воли и, наконец, фактор экономики. Долгие годы мы считали, вслед за одним президентом очень крупной страны, что все решает экономика. Помните, все повторяли «It's economy stupid». Это экономика, все экономика дурачок. Дурачок был тот человек, который это говорил. Потому что реально все эти три фактора играют роль. А сейчас, конечно же, в момент геостратегического перелома на первый план выходит военная сила и сила духа, сила идей. Но, тем не менее, экономика важна. Без экономики не будет силы, а без экономики, без хлеба будет подорван дух народа. Мы это уже испытали на себе, в частности, в 80-е годы. Поэтому все-таки начнем с экономико-политических вопросов. Владимир Владимирович, я обращаюсь к 8-му пункту вашей программы, хотя вы не сказали, куда мы идем, но тем не менее все пункты замечательные. Вот в одном пункте, в вашем 8-м пункте в программе вы говорили о территориальном развитии, но не назвали одного направления, которое, мне кажется, стратегически важным. Мы завершали свое западное путешествие, оно очень было полезно, много нам принесло. Совершенно понятно, что в нынешних обстоятельствах мировых и в условиях долгой вражды с Западом, как бы она там не, дай бог, не перейдет в совсем яростную форму. Но главное, из-за того, что мы обратились к другому миру, который поднимается, нам нужно сдвигать центр своего духовного, экономического, ну и частично политического развития к Сибири и Дальнему Востоку. Когда-то вы провозгласили восточный поворот, но этот восточный поворот шел только за счет сначала Дальнего Востока, и потом к нему присоединили Северный морской путь. Но на выступлении на нашем форуме в 2019 году вы упомянули необходимость развития крупных научно-производственных центров в Центральной Сибири. Потом, конечно, у нас получилось ковид, потом получилась военная операция, и как-то эту историю забыли. Может быть, вернемся? Ведь нам действительно нужно сдвигать туда всю страну, сибиризировать Россию. Может, вы упомянули Минусинскую там котловину. Может быть, будем там создавать новые индустриальные центры по глубочайшей переработке цветных металлов, по новой энергетике, по новому, особенно энергетическому машиностроению. А там поближе к Байкалу там, центры по выработке всей лесохимии. Может быть, все-таки разработаем новую стратегию развития всей Сибири, сибиризации России. Почему мы не решаемся на это? Был у нас, конечно, проектик развития сибирского округа, я его изучал очень, он, насколько я знаю, он вам тоже не понравился. Но развитие Сибири нужно, по-моему, обязательно начать как можно скорее, всей Сибири. Я согласен с вами в том, что нам нужно развивать восточные регионы, и Западную Сибирь, и Восточную, и Дальний Восток.
Мы начали с того, что было наиболее не просто востребованным, а наиболее горячим, что ли, с точки зрения сохранения территорий и их развития. Начали с Дальнего Востока, потому что шла большая депопуляция, и мы не могли себе позволить, чтобы этот процесс продолжался. Надеюсь, что заметно, что сделано за последние десятилетия. Вот за последние 10 лет по поводу развития Дальнего Востока. Сейчас не буду всего перечислять, но у нас достаточно большая программа. То же самое касается и Сибири в целом. Повторяю, западная и восточная, но западная Сибирь традиционно развивается еще с советских времен, имея в виду те минеральные ресурсы, которыми пользуется вся страна до сих пор. Но постепенно вот это центр экономического развития сдвигается все восточнее и севернее. Если раньше говорили, что и известно, кто сказал, что Россия будет прирастать Сибирью, то теперь можно сказать, что Россия будет прирастать и Арктикой. Потому что основные минеральные ресурсы у нас там. Ну, так вот получается. Они еще сложны и дорогостоящие по разработке, но тем не менее это очень большая перспектива. А на самом деле мы так и делаем. Вот сейчас я говорил только о развитии восточного полигона железной дороги. Но мы же начали эту работу давно. Вообще Россия когда начала эту работу? Транссиб когда прокладывался? Еще перед русско-японской войной, а потом и БАМ в советское время. Но и мы уже вот в новейшей истории тоже ставили перед собой цели развития этого направления. Мы допустили некоторые просчеты в работе, думали, что не будет такой загрузки, правительство так считало, поэтому немножко сдвинуло вправо на развитие восточного полигона. Но, тем не менее, оно было, оно продолжалось, может быть, не в тех объемах, которые мы первоначально планировали. Но, конечно, будем это делать. Только в современных условиях это нельзя сделать так, как это делали в советское время. И даже нельзя делать так, как это делали при Столыпине. Столыпин просто раздал землю. И почему? Потому что тогда главное средство производства была земля. А теперь главное средство производства – мозги. Нам нужно развивать технологии, строить университеты и готовить соответствующие кадры. И это мы тоже делаем. Я, когда говорил о этих кампусах в университетах, 40 университетах, когда говорил об развитии науки, образования, когда говорил о необходимости использовать роботизацию, искусственный интеллект, вот это в значительной степени будет развиваться как раз в Сибири. Как раз в Сибири. Мы так и делаем. И переносить будем туда и соответствующие наши крупные компании. Тоже нельзя это сделать, к сожалению, нельзя сделать это совсем чисто административным способом. Вот я упоминал о компании, которая и так работает в Сибири, да? Русгидро. Это одна из крупнейших, если не крупнейшая гидроэнергетическая компания мира. Более того, руководителя компании, я когда его назначал, сказал, при условии, что переедешь в Сибирь, что штаб-квартира переедет в Красноярск. Согласен? Говорит, согласен. Семья с тобой поедет? Поедет. Но вы знаете, для того, чтобы... Это же не просто построить здание, надо же специалистов набрать. Вот он готов был сразу уехать. Но набрать специалистов – непростая история. На месте надо набрать. Кто-то хочет переезжать, кто-то не хочет. Кого-то невозможно потерять. Это процесс. Этот процесс должен быть органичным. Но это, безусловно, цель. Здесь я с вами полностью согласен. Постепенно надо туда сдвигаться. Имея в виду, что центры мирового развития-то там. И, конечно, нужно быть ближе к этим центрам. Когда-то Петр I прорубал окно в Европу. Почему? Да потому что основное развитие там было. Это понятно, центры развития были там. Центры мирового развития сегодня смещаются в Азию. Это без всяких сомнений. И, конечно, надо быть ближе к этим центрам развития. Вы правы. Сразу у меня быстрый вопрос, который я готовил давно. Петр Алексеевич,
вошел в историю, прорубив для усиления России, прорубив окно в Европу, тогда это был самый перспективный рынок. А почему бы нам не сделать третью столицу? Туда и стать, наконец, на 3 ногах. Там около одного из крупных городов. Туда потянутся новые молодые люди, по-настоящему энергичные, которым будет убыстряться, обновляться элита. Туда вашим приказом можно привести несколько министерств. И вы только что сказали, что административный ресурс, конечно, нельзя, но можно. Многие компании, если им прикажут своими высокими зарплатами, туда переедут. Если вы решите, не хотите повторить подвиг Петра Алексеевича, у него удачно получилось. Петр Алексеевич – историческая личность. И он был царь всей Руси, а потом императором. Это были другие условия. Это было другое состояние общества. Это были другие целеполагания. В современном мире нужно применять такие средства, которые будут эффективно работать сегодня. И как бы мы не были по нашей ментальности близки к быстрым принятием решений административного характера, все-таки нужно думать о том, что будет из того, что мы будем в явочном и приказном порядке предлагать обществу. На мой взгляд, сегодня нужно прежде всего заинтересовывать в движении вперед. И если мы будем создавать условия для развития, то тогда центры экономической активности автоматом будут туда смещаться. Например, вот мы говорили про Дальний Восток. Я приехал много лет назад на судостроительное предприятие под Владивосток. Оно находилось в состоянии полураспада. И я сказал, вы знаете, вот здесь мы не просто восстановим, а будем создавать и новые компетенции, и новые корабли будем строить. Надо было посмотреть на людей, которые меня окружали, рабочие, инженеры, так скептически очень к этому отнеслись. Я вам скажу, что это требовало огромных усилий создавать тот кластер, который сейчас там создается. Потому что дело не только в деньгах, которые постоянно разворовывали, я, к сожалению, должен в этом признаться. Мы дважды или трижды подходили к снаряду. В конце концов, вот сегодняшний руководитель компании «Роснефть» Сечин Игорь Иванович, он взялся и создал там большое крупнотоннажное судостроение, огромное предприятие создал. Но это потребовало огромных усилий. Ну, не просто это все делать. Но я к чему? К тому, что кадры там появились. Поскольку высокие зарплаты, люди начали туда переезжать. Значит, уровень заработной платы повысился. Технологической культуры. Возникло сотрудничество со странами региона по этому направлению деятельности. Вот мы сейчас, у нас практически руководством судостроительной отрасли занимается ВТБ и вот господин Костин, который сидит напротив меня. Мне очень приятно, что он так схватился за это, и как будто он никогда не был финансистом, как будто все время занимался судостроением. Но я к чему? Потому что вот мы сейчас думаем, где построить еще одно предприятие. И тоже, видимо, где-то на берегу океана, либо близко к этому. Вот и таким естественным, в данном случае, уж извините, я боюсь нанести травму вашему вот, такому имперскому сознанию, но естественным, рыночным способом нужно это сделать. И вот в этом случае нас ждет успех. Конечно, это сложная работа, но зато она будет основательной. Вот когда я говорил про Столыпина,
Да, это все было в явочном порядке. Это мы помним там все, что с этим связано, и столыпинские галстуки и так далее. Но тогда это было главное средство производства. И была экономическая целесообразность сделать так, как Столыпин предлагал. Раздать основное средство производства людям, создать для них условия. И тогда это работало. Сейчас просто в приказном порядке. Ну, думаю, вот то, что я предложил, будет более основательно. И на этом пути нас ждет успех. Ну, а в целом вы правы абсолютно. Конечно, надо двигаться в этом направлении. Владимир Ильич, я не больше империалист, чем вы, мне кажется. Но просто жестче выступаю за это. Но я знаю одно, мы изучали этот вопрос, что те страны, которые перенесли свои столицы, вернее, перенесли, создали новые столицы, неизменно получали гигантский экономический рывок в этих странах. Это точно, всегда, мы это знаем. Так что надо об этом помнить, и про третью столицу, мне кажется, все-таки забывать не надо. Возможность такая существует. Хорошо, спасибо большое. Давайте перейдем сейчас к более широкому вопросу. Ну, мы сейчас видим, что сейчас рушится старая мировая экономическая система. Рушится она по многим причинам. Ну, одна из главных причин – это то, что сначала Советский Союз, а потом Россия выбила из-под нее ее основания, 500-летнего господства Запада в мировой экономике, политике и культуре, его военное превосходство. Ну, потом мы начали выбивать. Эта система поехала, но еще стояла, потом мы провалились, а теперь восстали и снова начали выбивать это превосходство, и система посыпалась. И она сыпаться будет бесконечно и довольно долго. Это хорошо, но это и плохо, потому что регулирующих механизмов новых практически не возникает. И нету мастер-плана о том, чего делать. Наши китайские друзья очень широкими мазками что-то рисуют, там еще кто-то что-то делает. А вы не подумали о том, что Россия может взять на себя инициативу создать мастер-план создания новой мировой экономической системы, собирая к себе мозги из новых стран, может быть, через какое-то время приедут и хорошие мозги из старых стран, создать, допустим, в Петербурге, опять же, рядом с форумом, на месте форума, мозговой центр, который будет создавать новую мировую экономическую и финансовую систему, контуры ее. Бреттон Вудс умер, или практически умер. Может быть, создадим петербургскую систему? Нас не будут бояться, между прочим, как китайцы. Потому что если китайцы займутся этим, то их все будут бояться, и индусы не подойдут. К нам подойдут и китайцы, и индусы, и мы видим, что и наши африканские друзья с удовольствием будут участвовать. Я думаю, что и латиноамериканские будут работать с нами совместно, и мы сможем использовать их опыт, в том числе и для нашего внутреннего строительства. Может быть, возьмемся за такую работу? Это не империалистическая идея. Они хотят создавать такую систему. Смотрите, Бреттон-Вудская система давно умерла. В 1976 году на ее смену пришла Ямайская система. Бреттон-Вудская система была основана на золотом эквиваленте. В 1976 году, там рядышком еще принимались решения, Соединенные Штаты приняли решение отойти от золотого эквивалента, и была создана Ямайская система, которая отстегнула доллар от золота. А, собственно, что является основой вот этой ямайской системы, действующей до сих пор? Доверие американской экономики. Смотрите, что происходит на сегодняшний день в реалиях. Никакого другого залога, что называется, кроме доверия к американской экономике, в сегодняшней мировой финансовой системе не существует. И, конечно, Соединенные Штаты эксплуатируют свое монопольное положение на мировом финансовом рынке.
на этой эксплуатации они серьезно зарабатывают. По данным, которые есть в открытом доступе, Соединенные Штаты, условно, задолжали мировой экономике $54,3 триллиона. Из чего это складывается цифра? Это, где-то $12,6 триллиона. Это то, что держат физические лица на своих банковских счетах и просто в карманах под матрасом, как у нас говорят, вне границ Соединенных Штатов. Плюс еще 10 триллионов вложено взято американскими компаниями. Это 22,6 триллиона, которые ничем не обеспечены, ничем, кроме доверия к американской экономике. И оставшиеся от 54,3 это то, что граждане других стран вложили в американские компании. И их вложения в американские компании обеспечены надежностью этих компаний и их стоимостью. Но их надежность зависит тоже от американской экономической системы в конечном счете. Что происходит в этой связи в мире? Что происходит? Объемы американской экономики сокращаются, а их фундаментальные основания время от времени потрескивают. Имею в виду не только их долг, который зашкаливает, но и то, что они не всегда справляются с заданными для себя целями по инфляции. Вот у них заданные цели по инфляции в 2%, они вылетают, как вот совсем недавно было в период пандемии, за 7,8%, что подрывает доверие к американской экономике. А чем же она обеспечена, если она еще и сокращается? Ничем. И это проблема. Это безусловная проблема для всех держателей долларовой массы. И от того, что она сокращается, ее доля в структуре мировой экономики сокращается, это абсолютно естественное движение к созданию многополярности в экономике мировой и в мировых финансах. Мы, конечно, можем придумывать всякие системы, но значение той или иной валюты зависит от значения экономики, которую она регулирует. Поэтому мы сейчас что делаем? Мы с нашими партнерами по БРИКС выстраиваем эту совместную работу. И роль России здесь, конечно, может быть заметной. Мы создали новый банк, мы свои валютные инструменты создаем. Весь мир, не весь мир, но очень значительная часть участников международной экономической активности, деятельности переходит на расчеты в национальных валютах. У нас, например, с Китаем, я уже говорил об этом, 90% нашего торгового оборота регулируется в юанях и в рублях. На постсоветском пространстве доля рубля уже тоже к 70% приближается. То есть наша роль здесь значительная. Но мы должны делать это вместе, так будет более основательно. Вот что делают сегодня американские финансовые власти? Мы вчера с коллегами, с некоторыми обсуждали допоздна сегодняшнюю сессию и возможные темы, и пришли к выводу, что американские власти, как в Англии лудисты, они ломали то оборудование, на котором они работали. Вот сегодняшние американские власти, это вот сегодняшние власти, они ломают свои инструменты величия. Доллар – это один из немногих инструментов сегодняшнего величия Соединенных Штатов. Они своими руками подталкивают отход участников мировой экономической деятельности от доллара. Это и так будет происходить в силу сокращения объемов американской экономики. Но своими действиями они ускоряют этот процесс. Естественно, появляются новые инструменты. Вот финансовые инструменты центральных банков, например, о которых
о которых мы говорим в рамках БРИКС. Есть и другие соображения. Есть и другие соображения. Ну, например, вот сейчас наш коллега из Зимбабве говорил о привлечении инвестиций. Да, правильно, это можно сделать. И не только по отношению к Зимбабве. Это можно делать по отношению к другим странам Африки. Это можно делать по отношению к странам Южной Азии и вообще Азии, быстро развивающимся странам. Но нужны такие инструменты, которые бы гарантировали эти вложения, их отдачу. На чем оно может быть основано, если не на золоте? На качестве предлагаемых инвестиционных проектов. Вот если мы обеспечим качество, а это мы должны будем делать совместно, качество и стабильность политических режимов, тогда можно разработать такую систему расчетов, которая будет практически лишена волатильности, не будет волатильной, не будет инфляции подвержена. Это все можно сделать. Мы обсуждали это вот с моим другом и коллегой, председателем Си Цзиньпинем во время моей поездки. Мы будем говорить об этом с другими лидерами стран БРИКС. Это очень важное направление совместной работы. Это радостно, но подумайте все-таки, мы немножечко задерживаемся. Мы уже говорим, например, о корзине валют лет 8-9, не, условно говоря, евроазиатской или бриксовской движения таки нету. Потому что идет там еще, как вы знаете, конкуренция внутри. Да? Но такие есть. Ну, такие медленные. Расчеты национальных валют идут. Я говорю про создание СДР. Ну, неважно. Я думаю, что все-таки, если мы возьмем какое-то, ну, не лидерство, по крайней мере, но сможем организовать серьезную работу, то мы поможем всем нам, поможем в первую очередь, конечно, нашим малым странам. Я почти уверен, что господин Арсе и господин Нагова согласятся, что если Россия начнет предлагать конкретные решения, они присоединятся к этой работе. Вы правы, надо ускоряться. И мы от их советов выиграем все. Здесь вы правы, ускоряться нужно. Согласен. Ну, хорошо. Тогда у меня вопрос еще один экономический. У нас сейчас идет очень быстрый рост военных расходов и военной экономики. Это отрадно, потому что мы возвращаемся к себе. Россия, по выражению одного яркого питерского историка, росла и развивалась как военная организация русского народа. Когда мы об этом забыли, мы посыпались. Сейчас мы усиливаемся, тем более это требует обстоятельства, но есть проблема, которую надо заранее продумать. Сейчас у нас 8% ВНП идет на оборону. Это, конечно, там, во много раз меньше, чем вы говорили, там 13% в Советском Союзе тратили. В Советском Союзе мы не знаем, сколько тратили, поскольку вообще не было сводной цифры военных расходов. Но кроме этого мы тратили огромные деньги на поддержку соцстран, огромные деньги на поддержку стран соцориентации. Поэтому, конечно, там на качество, то есть не на качество, но сильно был больше внешнеполитический и военный бюджет страны. Но, тем не менее, сравнение с Советским Союзом тревожит. Рано или поздно мы должны эту войну выиграть. Чем раньше, тем лучше, с моей точки зрения. Ну, максимум 2 года с самыми решительными мерами. Об этом поговорим позже. А у нас готовятся планы конверсии уже сейчас, конкретно с предприятиями, с людьми, которые ответственны, с бизнес-планами. Я помню чудовищный опыт начала 90-х годов, когда мы влипли вот в эту ситуацию, когда мы растранжирили высокотехнологичные отрасли, выкинули на улицу или вообще неизвестно куда миллионы золотых рабочих рук и миллионы мозгов. Мы готовим сейчас уже планы частичной конверсии,
чтобы они были уже просто как готовы, как только мы начнем сокращать военное производство. Мы в 90-е годы не просто растранжирили этот потенциал, мы его уничтожили. Ну, конечно. И я очень хорошо это знаю и помню, потому что работал здесь, в Петербурге. Здесь 70% экономики города была представлена оборонными отраслями производства. Все уничтожили, почти, ну почти что. Но, конечно, нам пришлось с начала 2000-х годов работать над воссозданием, причем много удалось сделать на современной технологической базе. Но мы всегда исходили из того, что нужно будет думать о конверсии. Но вы знаете, даже не просто о конверсии. Нужно думать о том, чтобы эти производства развивались современным способом. Что я имею в виду? Потому что во всем мире те, кто производят специальную технику и вооружение, компании, они одновременно производят и гражданскую продукцию. И это совмещение двух направлений дает очень хороший синергетический эффект по привлечению не только инвестиций, но и по привлечению высоких технологий. И в целом у нас это получается. У нас есть план соответствующий, и он постоянно действует и исполняется. Вот если, скажем, в прошлом году у нас уровень выпуска предприятиями оборонно-промышленного комплекса, уровень выпуска гражданской продукции составлял где-то 25 с небольшим, 25,1%, по-моему, 2,2%, то в позапрошлом году, в 22-м, то в прошлом году это уже было почти 30%, 29% с хвостиком. Так что вот этот процесс у нас постоянно идет. Ну, и мы, конечно, обязательно должны думать о том, чтобы наши военные расходы соответствовали потребностям сегодняшнего дня, уровню развития нашей экономики, потому что мы не можем паразитировать на ком бы то ни было, как это делают, скажем, в Соединенных Штатах. Вот у них уровень дефицита торгового баланса, текущего счета торгового баланса, $1 триллион в год. Триллион у США. Это что такое? Вот здесь всем людям, думаю, будет понятно, о чем я говорю. Это и есть неоколониализм в его современном издании. Вот используя монопольное положение доллара, Соединенные Штаты потребляют на $1 триллион в год больше, чем производят. Вот выкачивают как бы эти ресурсы из других стран. Вот мы говорили вспоминали сейчас о периоде пандемии. Ведь что было сделано? Я уж сейчас не помню, сколько они напечатали в Штатах. По-моему, где-то 5 с небольшим триллионов долларов. Что произошло? Кстати, в Европе где-то 3,4 триллиона евро напечатали. Что сделали дальше? Раздали внутри страны эти бумажки. И потом начали скупать на мировом продовольственном рынке продовольственные товары. Как пылесосом. Смели все к себе. И впервые за многие годы они стали не импортерами, а стали нетто-покупателями, импортерами продовольственной продукции. И сразу инфляция во всем мире подскочила продовольственная. Но мы так себя вести не можем. Так, у нас нет такой монополии на мировую валюту, как на доллар в США. И мы не ведем себя, и никогда не вели себя как колониалисты или неоколониалисты. В данном случае мы должны, конечно, опираться на возможности экономики, оценивать ее реалистично. Мы так и делаем. И с целью сбалансировать и сегодня ситуацию в промышленности и в реальном секторе экономики, и на будущее, мы, конечно, думаем о диверсификации. Так все и происходит. Замечательно. Спасибо. Задам еще один вопрос по экономике, потому что я знаю, что этот вопрос очень волнует значительную часть аудитории, меня в меньшей степени, но тем не менее я чувствую эти флюиды. Сейчас идет частичная национализация. Говорят, что она идет в том числе для исправления
тех ошибок чудовищных или чего бы то ни было, которые были сделаны во время того тура приватизации. Ну, те реформы были действительно глупые. И мы создавали капитализм без защиты частной собственности. И это причина глубочайшей коррупции, поскольку собственность можно было защищать либо идя к государству, а это коррупция, либо к бандитам, либо вообще вывозя за границу. Но вот сейчас некоторая обратная идет коррекция, приватизация. Но где ее пределы? Деприватизация, где ее пределы? Может быть, определимых все-таки? Потому что если говорить о том, что мы исправляем те ошибки, которые были сделаны в 90-е годы, то там были все ошибки, потому что мы делали все нелегально. И в каждом случае это было сделано нелегально с нарушениями. Я был участником экономических процессов в те годы, вынужден был заниматься ими, потому что наука не давала ничего. Я должен был содержать институты. Вот. Поэтому знаю, что там творилось в этот момент. Поэтому можно всех сейчас, в принципе, деприватизировать. Но это подорвет уже на основу нашего успеха. Мы увидели, как частный капитал сейчас, в том числе в наших тяжелых военных условиях, гибко заполняет новые ниши и быстро делает, и создает нам очень гораздо более гибкую экономику, чем она была бы, если бы она была чисто государственной. Так, может быть, просто где-нибудь остановимся, объявим, допустим, недра, неиспользуемые, забираем государству, запрещаем вывоз капитала и объявляем собственность священной после какого-то предела. И KPI губернаторов и всех руководителей, извините за англицизм, основывается на уровне защиты частной собственности. Что касается недр, они и так являются собственностью государства. Это так оно есть, и так все это существует. Недра передаются в пользование, в распоряжение нашим компаниям и так далее. Но это собственность государства. Это первое. Второе. Вот вы сказали о неправильной, ошибочной либо преступной приватизации 90-х годов. Я бы не... Вы знаете, как бы это не было больно для очень многих в стране, но все-таки я бы даже не употреблял вот этих эпитетов. Почему? Потому что это... Не думаю, что это целенаправленно делалось с какими-то криминальными целями. Да, во многом это было ошибочно. Было основано на мнении экономистов с мировым именем, в том числе и русского происхождения, которые говорили о том, что нужно приватизировать все, что угодно, как можно быстрее, и неважно за что, хоть за $1. Главное, чтобы это оказалось в руках эффективных собственников, которым государство быть не может. Ну, жизнь показала, что в нашей стране и в тех условиях, в которых мы жили и живем сейчас, все-таки это, мягко говоря, неточный подход для получения максимального результата и максимальной эффективности. Оказалось, что государство может быть все-таки эффективным собственником, и во многих случаях это демонстрирует. Особенно в таких отраслях, которые связаны с большими вложениями, с большими инвестициями, поскольку на тот период времени ни у кого не было инвестиций. И вот тогда возникали всякие жульнические схемы, когда, значит, в ходе этой лжеприватизации, на самом деле хищения государственного имущества, брали деньги у государственных банков, платили втридешево за какой-то актив, а потом от работы этого актива возвращали или даже не возвращали взятые у госбанков кредиты. Вот это хищение. Поэтому, конечно, вот когда речь идет, пусть о неправильных с экономической точки зрения, но все-таки легальных решениях, связанных с приватизацией, я бы это вообще не трогал. Прокуратура занимается только вопросами, связанными с криминальным характером приватизации госимущества. Но вы правы, конечно, в том, что здесь должны быть какие-то здравые ограничительные линии, и мы об этом с представителями
бизнеса, говорим, обсуждаем. Я вообще сторонник того, чтобы принять соответствующее решение даже не на уровне там, указа президента либо постановления правительства, а на уровне закона. Мы сейчас с коллегами из бизнеса думаем об этом совместно и думаю, что найдем это решение. Спасибо. Ну, перейдем к более политическим вопросам. Вы все время говорите о своем стремлении вести переговоры по поводу завершения конфликта с Западом на Украине. Это, конечно, желание вести переговоры похвально, позитивно. Но с кем вести переговоры? Наши западные партнеры нас много раз кинули и нарушают все договоренности, с которыми мы с ними достигаем. Киевский режим морально нелегитимен, политически нелегитимен, даже юридически нелегитимен с точки зрения даже вот того уже не состоявшегося государства, которое там существует. А как вообще можно вести какие-то с ними переговоры, предварительно не разгромив их и не выйдя, соответственно, не добившись полной капитуляции и не представив, условно говоря, там, пистолет ядерный нашим западным противникам, чтобы они не дергались больше. Потому что, в принципе, ведь любые договоренности сейчас выполняться не будет, пока не будет разгрома. Нелегитимные и ненадежные партнеры. Как с этим быть? Ну да. Ну, как говорил Виссарионович, у нас других писателей у меня нет, он говорил в отношении Союза писателей СССР в свое время, когда Берия пришел на них настучать в очередной раз. Он сказал, других писателей у меня нет. Ну, вот такие партнеры, что ж там теперь сделать? Со всеми воевать, что ли? Но надо добиваться, конечно, таких договоренностей и таких условий, которые бы соответствовали, нашим интересам и были бы максимально надежными. Вы правы в том, что договариваться с такой публикой очень сложно, они обманывают на каждом шаге, говорят одно, делают другое, и это печально. Но все вооруженные конфликты заканчиваются какими-то мирными договоренностями. Правда, как мне сказал один из бывших руководителей достаточно значимой европейской страны, все эти договоренности могут быть основаны либо на базе военного поражения, либо на базе победы. Мы, конечно, стремимся и добьемся победы. Вопрос легитимности тех, с кем мы договариваемся. Да, там здесь проблемы, конечно, есть, потому что действующие власти, судя по всему, так предварительный даже беглый анализ законодательства Украины показывает, что они, исполнительные органы власти, легитимность утратили. Есть тут 3-я статья Конституции, которая говорит, что президент избирается только на 5 лет. Есть 83-я статья Конституции Украины, в которой говорится о том, что в условиях военного положения могут быть продлены полномочия Верховной Рады, могут быть продлены полномочия Верховной Рады. О продлении полномочий президента ничего не сказано. Есть закон о сути военного положения, режима военного положения, и там говорится, что в условиях военного положения выборы президента не проводятся. Но там не сказано, что они пролонгируются. Я все-таки выпускник Петербургского университета, юридического факультета, и это очень важно. Это существенная вещь. Если не сказано, значит этого нет. Вот в Уголовном кодексе есть соответствующие статьи, которые говорят об узурпации власти. И похоже, что мы имеем дело с узурпацией власти. Но переговоры все равно можно вести, потому что ведь в соответствии, по-моему, со статьей 110, 9 Конституции, 11, полномочия переходят к спикеру Рады. Так что если есть желание вести переговоры, то можно
найти, с кем вести. Мы готовы к этим переговорам. Но только, повторяю, на тех условиях, о которых мы договаривались еще, начиная эти переговоры в Минске и потом в Стамбуле, а не на каких-то придумках. Но даже имея в виду взять за основу вот те договоренности в Стамбуле, все равно мы должны исходить из реалий сегодняшнего дня. Вот это пример, в общих чертах, что я могу сказать. Владимир Владимирович, естественно, вот максима о том, что все войны кончаются переговорами, это ложные максимы, конечно, нам и навязывают. Все войны кончаются, большинство войн кончается разгромом и капитуляцией противника. И только так и можно эту войну закончить. Перехожу к следующему вопросу, который заключается в том, что разгром и капитуляция противника очень в нынешних обстоятельствах, когда Америке выгодна эта война, и они будут продолжать, они гонят сейчас, погнав на убой украинцев, и пока еще и добивая их, они сейчас еще погонят на убой европейцев. Эту войну без убыстренного движения по лестнице ядерной эскалации прекратить в ближайшее время не удастся. Это первое. Второе. Под мировой системой разъехались плиты. Будут очень много конфликтов возникать, объективно. Раньше был ядерный предохранитель, он сейчас серьезно ослаб. Страх перед ядерным оружием. Понимаем ли мы, что на нас лежит огромная ответственность не только победить в этой войне, а для этого нам нужно гораздо жестче идти по лестнице эскалации и быть готовыми к применению, но и вернуть вот этот ядерный предохранитель в систему международную, чтобы предотвратить движение к огромной волне конфликтов. Ведь кто, кроме нас, этого сделает? Кто, кроме вас, это сделает? На вас лежит огромная ответственность. И если мы будем так медленно ползти по этой лестнице, хотя движение, конечно, идет, то я боюсь, что мы от этой ответственности этой, увиливаем. Хотя я понимаю тяжесть морального выбора. Смотрите, мы по поводу ядерной эскалации. Мы никогда не начинали этой риторики. Я уже не помню, как звали эту дамочку, бывшую премьер-министра Великобритании, которая на вопрос, когда она становилась премьер-министром, сказала, что она готова нажать ядерную кнопку. Мы так не говорили никогда. С этого все началось. Мы просто ответили, что да, надо к этому относиться посерьезнее. Сразу же начали говорить о том, что мы бряцаем ядерным оружием. Мы не бряцаем. Это первое. Второе, что такое применение, неприменение, в каком случае применять. У нас есть ядерная доктрина, и там все написано. Я вот вчера только разговаривал с руководителями этих информационных агентств, я об этом сказал. У нас там все написано. Это применение возможно в исключительном случае, в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны. В исключительных случаях. Я не считаю, что такой случай наступил. И нет такой необходимости. Но эта доктрина, это живой инструмент, и мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире, вокруг нас, и не исключаем внесение каких-то изменений в эту доктрину. Теперь это связано и с испытанием ядерного оружия. Мы его когда-то не только подписали, но и ратифицировали. Американцы его подписали, но не ратифицировали. Поэтому в сегодняшних условиях мы отозвали свою ратификацию. Но если надо будет, мы проведем испытания. Но пока необходимости такой тоже нету, поскольку наши информационные возможности, компьютерные, позволяют нам все производить в сегодняшнем виде. Так? Теперь, что касается скорости, что касается результатов, вы сказали, что на мне лежит большая ответственность. Да, действительно. Можно ли повысить скорость решения стоящих перед нами задач? Можно, но это прямо пропорционально с потерями.
И понимая свою ответственность, я все-таки исхожу из того, что предлагает Генеральный штаб, Министерство обороны. Скорость – это важно, но еще важнее забота о жизни и здоровье наших ребят, которые воюют на фронте. Поэтому боевая работа идет. Вот только с начала этого года 47, по-моему, населенных пунктов освобождено, 880, по-моему, квадратных километров. Мы постепенно выдавливаем противника с территории Донбасса и с других прилегающих территорий. Вот у Генштаба, у Минобороны есть планы реализации и достижения всех наших целей. Мы по этому плану и действуем. Уверен, все эти планы будут реализованы. И тем не менее, мы прекрасно понимаем, что убыстрение движения по лестнице ядерной эскалации может сэкономить большое количество жизней, потому что может образумить наших противников, которые, воспользовавшись тем, что мы в том числе имели такую легкую доктрину, я не сомневаюсь, что она будет изменена, я надеюсь, что будет изменена скоро, и вы получите уже формальное право отвечать, если вы так решите, ядерным ударом на любые удары по нашей территории. Это абсолютно должно быть суверенное право нашего руководителя. Я надеюсь, что такое заявление появится в нашей доктрине, и оно немножко охладит наших противников. И к тому же сэкономит наших солдат рано или поздно. Конечно, сейчас рано, наверное, идти на ядерную эскалацию, но движется к этому надо, чтобы охладить наших противников. Они обезумели, особенно европейцы. Они лезут в третий раз, практически за 100 лет, они третий раз лезут на войну. Ну, американцы гораздо более осторожны, они их скормили украинцев, толкают их, сами гораздо более осторожны. Но европейцы лезут на войну. Вот я охотник, я знаю, как ведут себя животные. Если на вас нападает стая диких собак или гиен, у вас есть палка, то вы можете отогнать, бить их, отгонять. И есть шанс, что вы их отгоните. Но, скорее всего, они вам порвут брюки, оттуда ноги, а потом, если вы устанете, загрызут вас. Вот. Если у вас есть возможность прибить пару, то они разбегутся, гарантированно. Вот президент Мнангова знает повадки гиены. Вы согласны со мной, господин президент, что именно так разгоняют гиены? Да, вы знаете, в Зимбабве много гиен. Но они все содержатся в национальных парках. Для того, чтобы они нас не беспокоили. У нас с ними никаких проблем не возникает. И они быстро размножаются. Если кому-то хочется гиену, мы можем вам ее подарить. Нет. Я не охотник. У нас своих хватает, да? У нас своих хватает в Европе. Вот, опять же, я повторяю этот вопрос, довожу его до конца. Если мы не пойдем более решительно по лестнице эскалации, то не прогневаем ли мы даже и Всевышнего? Ведь Всевышний указал нам когда-то путь, когда он за беспутство и разврат уничтожил огненным дождем Содом и Гоморру. И после этого человечество очень долгие годы помнило об этом и вело себя аккуратно. Но теперь оно забыло про Содом и Гоморров. Так, может быть, вспомним об этом дожде, а это ведь и постараемся снова вразумить человечество, или ту часть человечества, которая потеряла веру в Бога и потеряла разум. Без меня, может быть.
Вы там зададите жару, они уже испугались. Хотя, конечно, можно подумать, а вот вы про европейцев вы говорите, логика всякая возможна. Значит, ну, если, не дай бог, дойдет до каких-то ударов, то все должны понимать, что вот у России есть система СПРН, система по предупреждению, раннего предупреждения о ракетном нападении. У США есть. Больше в мире нигде такой системы развитой нет. У нас есть. В Европе развитой системы нет. Они в этом смысле более или менее беззащитны. Это первое. Второе, мощность ударов. У нас наше тактическое ядерное оружие в 3 раза мощнее, в 4, чем использованные американцами бомбы против Хиросимы и Нагасаки. В 3-4 раза. У нас по количеству их в разы больше. И на европейском континенте, и даже если американцы привезут свои из США, у нас все равно в разы больше. Но если дойдет, не дай бог, да, чего бы очень не хотелось, я перекрещусь, вот, значит, то тогда, вот вы сказали, мы сократим жертвы, но они могут возрасти до бесконечности. Это первое. А второе, конечно, эти же самые европейцы должны будут задуматься, если, значит, те, с кем мы будем обмениваться такими ударами, не будут существовать, ввяжутся и американцы в этот обмен ударами уже на уровне стратегических вооружений или нет. Я очень сомневаюсь. И европейцы тоже должны об этом подумать, это безусловно. Но я все-таки исхожу из того, что до этого никогда не дойдет. И у нас нет такой необходимости, потому что наши вооруженные силы не просто набираются опыта, повышают свою эффективность, наш оборонно-промышленный комплекс демонстрирует свою эффективную работу. Я уже много раз говорил, могу повторить, мы там что-то в 20 с лишним раз увеличили производство боеприпасов, мы в разы превышаем возможности противника по авиационной технике, в значительной степени превышаем по бронетанковой технике и так далее, и так далее. Поэтому у нас даже нет необходимости думать на эту тему. Пожалуйста, и я тоже всех бы просил лишний раз в СУе такие вещи не упоминать. Вы столь ответственно себя ведете, так ответственно говорите. Но мы имеем дело с абсолютно безответственными и потерявшими разум партнерами. Страшный человек. Нет, я просто, вы знаете, вы смотрели на этих партнеров со стороны, как большинство из нас, а я вырос в той системе. Мне так случилось в жизни. Я их знаю с юных лет. И уверяю вас, что имею основания говорить то, что я говорю. Хотя понимаю прекрасно и поддерживаю ваши колебания, потому что это страшный выбор, и выбор вы делать только в самом крайнем случае. Но если они не будут знать, что вы не готовы сделать этот выбор, то они будут бесконечно пытаться бороться и пускать нам кровь. И одновременно, ведь они же борются не только против нас, они борются и против наших друзей по мировому большинству, потому что мы являемся военно-стратегическим корнем стержнем этого мирового большинства. Если повернут нас, то снова начнут подавлять их. Я не знаю, согласны ли с этим господа президенты. Позвольте одно замечание. Решения и мои, и моих коллег, с которыми я работаю по этому направлению, они не связаны с какими-то колебаниями. Колебаний нет и быть не может. Все наши решения должны быть основаны на анализе, реальном
объективном анализе складывающейся обстановки. Мы так и делаем. Позавчера вы выступали перед руководителями агентств и сказали нечто чрезвычайно интересное о том, что мы готовы, можем поставлять наши дальнобойные вооружения странам, которые являются врагами наших врагов. Это порадовало меня, сильно порадовало, потому что давно пора. Что, будем поставлять и высокоточный гиперзвук, естественно, и со своими техническими специалистами. Это ведь может действительно серьезно улучшить ситуацию в мире. Например, авианосцы, которые вообще являются бессмысленным сейчас в нынешних обстоятельствах инструментом, уйдут с мировой арены, и люди перестанут на них тратить огромные деньги. Так что мы будем поставлять? Когда и как? Конечно же, при этом я понимаю, что это ни в коем случае делать мы пока сами не должны. Или по крайней мере, говорить, что не делаем. Да. Вот что касается авианосцев, значит, вы сказали, что они бессмысленны. Нет, они бессмысленны только в каком-то глобальном конфликте в стратегическом смысле. А с точки зрения решения геополитических задач, как инструмент геополитики, для того, чтобы придвинуть их к тем территориям, против которых те же самые американцы, там, французы или британцы хотят воевать, принуждать к чему-то, они имеют смысл. Правда, с учетом наличия у России, у того же Китая современных гиперзвуковых средств поражения, они в известной степени, конечно, смысл утрачивают. Вы призываете не тратить на это деньги, пусть тратят. Зачем вы это сказали вслух? Пусть тратят. Я обращаюсь в этот момент к нашим китайским и индийским друзьям. Они тратят лишним много денег. Я сказал, что, может быть, есть геополитические соображения, но в этом смысле это как не стратегическое оружие. Просто он как стратегическое оружие смысл потерял. А в целом, почему может быть? А вот в других странах пусть тратят, почему же нет. Вот. А теперь по поводу того, что мы поставляем оружие. Мы пока не поставляем, но мы оставляем за собой право это делать тем государствам, либо даже каким-то легальным структурам, которые испытывают определенное давление на себе, в том числе и военного характера, со стороны тех стран, которые поставляют оружие на Украину и призывают их использовать против нас, против нашей российской территории. Если они поставляют в зону боевых действий и призывают использовать по нашей территории это оружие, почему же мы тогда не имеем права делать то же самое, зеркально на это отвечать? Но сказать, что вот мы завтра будем это делать, я тоже не готов, потому что в любом случае любая такая поставка сопряжена с целым рядом обстоятельств, которые так или иначе влияют на определенные регионы мира, и мы должны, конечно, об этом подумать. Давайте, может быть, сейчас завершая военную часть неприятную, совсем неприятную, да? Сейчас вот для того, чтобы наступать, если мы не будем в ближайшее время очень быстро идти по лестнице эскалации, на чем я настаиваю, потому что совершенно не обязательно, я думаю, что можем образумить по дороге. Нам тогда нужно, возможно, идти на мобилизацию, какую-то хотя бы частично. Вы считаете, что мы без мобилизации можем разгромить противника? Или все-таки нам нужно будет проводить мобилизацию? Ну, если следовать тем рекомендациям, которые прозвучали от вас, если мы хотим это сделать максимально быстро, то нам действующего контингента недостаточно. Но мы придерживаемся, как я сказал, другой тактики. Мы выдавливаем противника с тех территорий,
которые должны быть поставлены под наш контроль. А в этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем, потому что в прошлом году мобилизация, которая у нас прошла, мы призвали 300 тысяч человек, но в прошлом году без всякой мобилизации добровольно наши мужчины, наши люди, настроенные патриотично, добровольно пришли в военкомат и подписали контракты с вооруженными силами. Их было свыше 300 тысяч человек. Свыше 300 тысяч. В этом году, вот с начала года, военкоматы пришли и подписали контракты свыше 160 тысяч человек. Каждый день у нас где-то 1000 с лишним приходит в военкоматы добровольно. Вы знаете, вот когда мы видим, что такое русский характер, что такое характер российского гражданина, понимаем это и опираемся на это, нам никакое атомное оружие не нужно для окончательной победы. Да, но к этому могу добавить только, что мы видим эту принудительную мобилизацию в Украине. Она, безусловно, я вот не сомневаюсь, возраст мобилизации будет снижаться. Нам достоверно известно из украинских источников, что американцы поставили условия продолжения поддержки снижением этого уровня мобилизации по возрасту 25-23 года, 20 лет, 18, а может быть сразу 18. Это уже не наше дело, нам пускай потом все нынешнее руководство Украины заменят, конечно, я уже говорил об этом, но что важно для нас, это то, что где-то они набирают по 30-50, вот позапрошлом месяце 70 тысяч, по-моему, набрали. Снижение будет. О чем это говорит? Это говорит о том, что то, что они набирают и будут набирать, пойдет только на восполнение потерь. Будет небольшая прибавка, что называется, да? Ну, можно по-разному считать, сейчас не буду даже цифры называть, хотя они нам понятны. Поэтому в данной обстановке, когда у нас добровольно люди приходят, отправляются на фронт родину защищать, о мобилизации никакой речи нет. Владимир Ильич, естественно, я понимаю ваши аргументы, но я знаю хорошо историю нашей страны. И я помню 16-й год, когда мы побеждали, но народ устал. Поэтому нам все-таки нужно будет в какой-то момент начинать торопиться. И мы вырвали тогда поражение из рук победы в 2017 году. Сейчас пока, слава Богу, из-за того, что мы начали, может быть, даже с запозданием эту операцию, взрывной подъем духа народа, совершенно очевидно, экономика наконец начала работать, потому что только в таких условиях мы можем работать. Выбили или разбежались там предательские элементы, пятая колонна, компрадоров, наши западные противники наших собственных ликвидируют. Это все замечательно. Но долго это все-таки продолжаться не должно. Поэтому я думаю, что не списывайте со счетов аргументы меня и моих товарищей, которые мы вам регулярно направляем. Мы ничего не списываем со счетов. Мы все учитываем. Спасибо вам за эти рекомендации. Ну, а теперь я уже перехожу к тому вопросу, о том, еще вернемся к мировой экономике обязательно, который вы уже затронули. Мы, как я и как и вы, наелся единой коммунистической идеологии, и поэтому, конечно, не хочется нам коммунистической идеологии. Но государство, великое государство, без национальной идеологии, без великой идеи существовать не может. И государства, которые теряли эту национальную идею, национальную идеологию, неизбежно сыпались.
Мир усыпан могилами таких или тенями таких государств. Кстати говоря, мы дважды посыпались тоже. Один раз, когда потеряли веру в царя и отечество, а второй раз, когда потеряли веру в коммунизм. И вот мы сейчас сопротивляемся тому, чтобы введение жесткой государственной идеологии. Понятно, что такая идеология, ее очень легко сформулировать. Вы сами ее частично уже сформулировали в своих речах. Понятно, что такая идеология, может быть, не должна быть обязательной, но она, может быть, должна быть обязательна для хотя бы тех людей, которые хотят быть лидерами страны, которые хотят быть элитой страны. Это кодекс чести. Этот кодекс чести легко сформулировать. Мы его знаем. Он, кстати говоря, мы работаем над ним, он очень близок к идеалу конфуцианского достойного мужа. Мы обсуждали это с религиозными деятелями, нашими православными и мусульманскими. Они все сходятся на одном. Этот кодекс можно сформулировать. Почему мы не сформулируем кодекс не для всех? Если люди хотят жить обыденной жизнью, пускай они живут. И это хорошо. Но если вы хотите лидировать, если вы хотите добиваться успеха в обществе, вы должны придерживаться абсолютно понятных правил. И эти правила должны быть сформулированы. Я сейчас не стану их формулировать, потому что чтобы не занимать аудиторию, потому что это легко довольно сделать. Но почему мы до сих пор боимся? Не надо менять статью Конституции. Почему мы боимся ввести единую государственную идеологию, обязанную обязательную для всех тех, кто хочет и готов служить государству и обществу? Мы ничего не боимся. Но Нет, боимся. Есть Конституция, о которой вы упомянули, и там сказано о том, что господствующая идеология у нас быть не должно. У нас была господствующая идеология, вы упомянули про период Советского Союза. Но это наличие господствующей идеологии не уберегло Советский Союз от развала. Не получилось. Вот. Поэтому идея объединительная для многонациональной страны, конечно, должна быть. Вот вы сказали о том, что мы сначала потеряли веру в царя Отечества, потом в коммунизм. Вы знаете, веру в царя потеряли, но в Отечество нет. Первое. Второе. В Отечество просто по-разному верили и по-разному оценили, что же хорошо, а что плохо для Отечества. Это другой вопрос. Здесь, конечно, нужны идеи. Вера в коммунизм была потеряна, но не всеми. Иначе у нас бы не существовало легальной партии, коммунистической партии Российской Федерации. И у нее много сторонников. И это факт. И к этому надо относиться, на мой взгляд, тоже с уважением. Но вы правы в том, что нужны объединительные идеи. И, конечно, такой объединительной идеей, и сегодняшние события показывают это, может быть в самом хорошем, прямом, а не квасном смысле этого слова, патриотизм. И вот те люди, которые добровольно приходят и идут на фронт, не жалея своей жизни и здоровья, лучшее тому подтверждение. Вот это патриотизм. Но это, конечно, нужно грамотно, основательно, красиво, доходчиво все оформить и подать. Помогите нам, пожалуйста. Мы будем вам очень благодарны. С удовольствием. Это действительно нужно сделать. Я уверяю, что я помню, как умирала коммунистическая идеология. Я не скучал по этому поводу, но из-за смерти коммунистической идеологии погибла та страна, потому что у нас образовался вакуум. Поэтому нам нужно этот вакуум заполнить достаточно определенными вещами. Прикажите, сделаем. Но только это потом вы должны предложить обществу, элите, и сделать это более-менее обязательным. Тогда это будет работать. Как, кстати говоря, работала у нас коммунистическая идеология, которая была обязательна для всех, и которая очень долгие годы, в ней было много прекрасного, двигала нашу страну вперед, позволила нам выиграть страшную войну. Поэтому идеология нужна.
Вы знаете, что я предлагаю не усугублять нашу дискуссию. Я с удовольствием с вами подискутирую, но не только коммунистическая идеология, хотя это имело большое значение в победе в Великой Отечественной войне. Но если это было бы все, что объединяло многонациональный народ, тогда да. Но тогда вопрос, а зачем иконы с иконами летали над Москвой? А зачем церковь потом легализовали фактически и восстановили патриаршество? Вот как и сегодня говорят ребята у нас, в окопах неверующих нет. И тогда так же было. Конечно, идеология коммунистическая сыграла свою роль. За Родину, за Сталина люди вставали и шли вперед. Но Родина была все-таки на первом месте. Не будем об этом забывать. Разумеется, но очень много стран развалилось когда потеряли идеологию. Это точно. Ну, давайте еще один мирный хороший вопрос. У нас в стране идет большая дискуссия про миграцию, как вы знаете. Появляются, в том числе проявляются и шовинистические настроения, которые смертельны для страны, которая по сути своей является многонациональной. Но при этом у нас миграцией занимается полицейское управление. Хорошо или плохо, это уже следующий вопрос. Но его задача ограничивать миграцию. Я считаю, что очень нужно жестко и жестче ограничивать негативные аспекты миграции. Но перед нами стоит, мне кажется, задача, и не только задача, но и возможность начать массовое привлечение квалифицированных мигрантов из-за границы. Начнется климатическая миграция, начинается миграция ценностная, будет миграция кризисная. Она уже идет. Мы, кстати говоря, только что пропустили волну очень интересных людей, которые могли бы к нам приехать из Афганистана после того, как разбегались оттуда, после того, как там они американцы устроили то, что они устроили. Так вот, не стоит ли нам модернизировать свою концепцию миграционной политики? Я ее читал некоторое время назад. Она изумительно нереалистична и либеральна, и при этом занимается якобы претворением в жизнь полицейского управления. Может быть, создадите в правительстве орган, который занимался бы привлечением, вообще регулированием всех этих вопросов, создал бы современную концепцию миграционной политики и занимался бы и привлечением, и ограничением, в том числе жестким, миграции. Сейчас у нас такой политики нет. Ну что, нечего вам возразить, вы правы. Правда, по поводу возможности приезда к нам интересных людей из Афганистана, надо подумать, у нас сейчас приезжают много интересных людей из других стран. Вот. Но вы правы, безусловно, в том, что такой осмысленной миграционной политики у нас пока не выстроено. У нас был единый орган когда-то, его потом погрузили в МВД по соображениям вопросов безопасности. Получается там эффективно работа или нет – большой вопрос. И вот мы обсуждаем это с коллегами. Я перед правительством поставил такую задачу, перед Советом Безопасности вернуться к этому вопросу и как можно быстрее. Нельзя видеть, что проблема не существует. Она есть. Надо и трудовых мигрантов привлекать, это очевидно, без этого с такой почти нулевой минимальной безработицей, отсутствие рабочих рук становится ограничителем экономического роста. Но, разумеется, вы правы в том, что нам нужны не просто мигранты трудовые, а люди определенной квалификации, определенной подготовки, со знанием языка, со знанием наших традиций и так далее. Но это, кстати говоря, понимают и наши коллеги, мои коллеги из стран, откуда у нас основное количество мигрантов
приезжают. И мы договариваемся о том, как вместе эту работу наладить, как готовить их с точки зрения знания русского языка, нашей культуры и традиций, наших законов, с тем, чтобы и этим людям, которые приезжают, было комфортно здесь, и самое-то главное, местным гражданам не создавать никаких проблем ни на рынке труда, ни в быту. Потому что мигранты же где в основном скапливаются? Там, где идет активная экономическая жизнь. А это где? Москва, Подмосковье, вот здесь в Петербурге, в некоторых городах Сибири, ну, где уровень зарплаты приличный. Конечно, нам очень многое нужно по этому направлению сделать. Полностью согласен. Давайте сейчас мы просто не используем сейчас великолепный опыт наших гостей. Я хотел бы обратиться к президенту Арса с вот каким вопросом. Вы очень много интересного рассказали. Наверняка мы, кстати говоря, за вашу речь будем распространять в качестве учебного пособия. Я своих коллег попрошу, чтобы ее распространили по университетам, потому что это просто замечательное учебное пособие. Спасибо вам. Просто это альтернативное тому, чему преподают в большинстве наших университетов до сих пор. И вы живой пример того, что существует альтернативная, правильная и эффективная экономическая политика. Но у меня вопрос немножечко другой. Вы относительно не бедная страна, вам нужно привлекать инвестиции. В том числе у вас даже есть планы трансконтинентального канала. Вы считаете, что за этими деньгами можно обращаться по-прежнему к Международному валютному фонду, к Мировому банку? Или это время это ушло? И нужны какие-то новые инструменты? Какие инструменты вы видите? Вот мы создаем там банк БРИКС, что-то еще существует. Потому что мне кажется, что нам, чтобы идеально, с вашей точки зрения, вот, эффективного действующего экономиста, какой бы идеальной должна была быть международная система, которая бы давала возможность вам независимо развиваться. Что в ней нужно развивать? Большое спасибо за вопрос. По сути, Боливия единственно хотела бы добиться развития на использование наших природных ресурсов. И в этом смысле Боливия открыта для прямых зарубежных инвестиций по модели, где наибольшее участие иностранных инвестиций, если это касается природных ресурсов, это прежде всего, конечно, в отношении боливийских госкомпаний, государства, но есть, конечно, совершенно другие отрасли, такие как туризм, сельское хозяйство и так далее, где природные ресурсы не так заняты. И здесь, конечно, может быть любой зарубежный инвестор, если это не стратегические природные ресурсы для нашей страны, где государство должно иметь минимум 50% участия. Поэтому, например, для лития мы провели тендеры, и более 7 компаний пришли на этот тендер, чтобы участвовать в добыче лития. В Боливии уже 3 компании работают с нами, 2 это китайские компании, 1 российская компания. И мы в конце прошлого года снова созвали и новое приглашение направили для новых компаний. И в августе этого года закончится эта процедура.
у нас крупнейшие запасы лития в мире, поэтому, конечно, есть место для многих зарубежных компаний разрабатывать эти месторождения. У нас есть определенные инвестиции в горнорудной промышленности, но очевидно, что добыча лития — это, наверное, наиболее такое важное направление для зарубежных инвестиций. Кроме того, есть и другие возможности для инвестиций, для тех, кто согласен с нашей экономической моделью. Можно создавать с позиции государства, обеспечивая определенные условия для устойчивого развития и доходов. И, конечно, БРИКС и новый банк БРИКС — это прекрасная возможность, потому что мы ждем такого вида финансирования, которое не являлось бы классическим, да, как это в МВФ или в Мировом банке, потому что у них есть свои условия и есть свои цели, конечно же, при предоставлении суд, тогда как региональные организмы, как, например, в Латинской Америке это Банк межрегионального развития или иные латиноамериканские объединения банковские, которые предлагают средства финансовые, или, скажем, есть объединение 5 стран региона, где можно найти лучшие условия для кредитования и, конечно, учитывая такие вот международные альтернативные решения, такие как, например, Банк БРИКС, это прекрасная возможность для того, чтобы привлекать зарубежные инвестиции, зарубежных инвесторов для участия в каких-то вот подобных проектах инвестиционных. И наше правительство достаточно осторожно, конечно, подходит к использованию наших природных ресурсов. Мы открыты для частных зарубежных инвестиций, прежде всего, конечно, в других отраслях. Спасибо. Господин Мнангагва, у меня к вам тоже один вопрос, довольно существенный, как мне кажется. Сейчас наше правительство готовит программу как страна-хозяин саммита БРИКС, в котором уже участвуют 3 страны Африки. Я думаю, что будут и другие страны. А что вы хотите от БРИКС? В каком направлении БРИКС, с вашей точки зрения, должен развиваться? Какие институты он должен создавать допустим, для того, чтобы помогать, а потом и, может быть, вовлекать такие страны, как Зимбабве? Может быть, фонд, скажем, продовольственный фонд БРИКС или фонд минеральных удобрений БРИКС, может быть, агентство БРИКС по помощи в чрезвычайных ситуациях. Такого агентства сейчас в мире нет. А наши страны могут, наверное, соединив ресурсы, кстати, дополнительных ресурсов для этого и не понадобится. Может быть, что-нибудь такое, что бы вы пожелали, чтобы БРИКС сделал? Thank you very much. Большое спасибо. Currently, Zimbabwe is going to Сейчас host SADC Зимбабве участвует в организации САДИК in August this year. в августе этого года. And to achieve that, Пройдет встреча we are этого building a new объединения. city, Для этого мы построим новый город. we believe will Мы be complete, считаем, by что мы the его end of закончим August and к September, концу августа, в сентябре, where we host SADC nations. вместе с другими государствами объединения With САДИК. BRICS countries, we currently do not, not Сейчас, aware что касается of, any объединения intention БРИКС, to hold a BRICS summit мы in Zimbabwe. не слышали о том, что саммит БРИКС пройдет в Зимбабве. Но мы знаем, что там пройдет саммит глав государств этого объединения САДИК. This rotates among SADC А именно countries
сообщества развития Южной Африки. Мы проводим этот саммит, дает возможность провести саммит в любом из государств. И для этого нам необходимо создать инфраструктуру, потому что для того, чтобы провести саммит такого уровня, необходимо создать инфраструктуру. Так что у нас сейчас очень непростое время, мы практически не спим, создаем новый город. Поэтому в августе мы проведем саммит сообщества развития Юга Африки. Так что у нас будут после этого доступная инфраструктура для проведения международных конференций в Зимбабве. Мы, конечно, не такие крутые ребята, как здесь собрались. У нас нет давно построенной инфраструктуры. Мы только растем. И мне нравится, что мы сможем добиться тех стандартов, которые необходимы для проведения региональной конференции. Это означает, что в будущем мы сможем провести саммит Зимбабве-Россия, потому что мы сейчас создаем необходимую инфраструктуру. Что касается нашего региона и вообще в целом африканских стран или стран третьего мира, необходимо обеспечить, чтобы они создавали условия для привлечения с точки зрения проведения саммитов, потому что с ними придут и технологии. Такой саммит невозможно провести, если нет оборудования для коммуникаций или необходимых помещений, инфраструктуры для таких саммитов. Мы в нашем регионе, как мне кажется, только еще готовимся к такому вызову, как проведение регионального или даже континентального саммита. Но мы будем готовы это сделать. Я считаю, что в будущем, например, сейчас есть саммит Россия-Африка, есть саммит Китай-Африка, есть саммит Испания-Африка. И мне кажется, в будущем должен провести саммит Россия-Зимбабве, когда мы будем принимать Российскую Федерацию в гости. Или, например, саммит Китай-Зимбабве, где мы будем принимать Китай у себя в гостях. Мы знаем, что мы можем это сделать. Поэтому здесь важно сконцентрироваться. Да, нам необходима внешняя поддержка. Это крайне важно для нас, как для государства. Но мы также должны обеспечить, развивались и использовали все доступные внутренние ресурсы и восполнять какие-то пробелы, строить то, чего нам не хватает. Мы делаем на это упор, и мы гордимся тем, что мы создали такую инфраструктуру, такие институты. Поэтому я жду того дня, когда мы будем проводить саммит Зимбабве-Россия. И мой брат приедет к нам и посетит саммит в Зимбабве со всеми помещениями, потому что я сейчас смотрю, вот что вы построили. Мы готовы строить новые, лучшие помещения, инфраструктуру. И мы видим, что делает наш дорогой брат. Большое спасибо. Ждем в гости. Спасибо большое. Я еще обращусь к вам все-таки с письмом потом, с просьбой, может быть, чтобы вы написали, что вы хотите от саммита БРИКС, вот конкретно. Может быть, какие-то у вас есть личные пожелания. Что это было бы нам интересно. Мы собираем такие заявки, потому что действительно БРИКС уже набирает темпы, нужно найти правильное направление его развития. Мне уже сигнализируют, что мы должны завершать. У меня много вопросов, но я, тем не менее, я чувствую,
Вот. Тогда я, у меня много было интересных вопросов в зарядах. Но, коль так, так так. Тогда последний вопрос, Владимир Владимирович, вам. Вы русский европеец, уроженец города Петербурга, любимого города многих русских, в том числе меня. Но европейское путешествие закончилось, которое затеял Петр. Вы его сейчас с некоторым запозданием завершаете, но есть одна проблема. У нас сильны европейские гены. И Европа стала частью нашей идентичности. Как их сохранить? Не растерять по дороге, как это мы делаем очень часто в России, когда выплескиваем с водой ребенка. Может быть, сделать Петербург центром настоящей европейской культуры, проводить здесь фестивали для настоящих европейцев и заявить, наконец, о том, что мы Европа, конечно, мы Северная Евразия, и в первую очередь и цивилизация цивилизаций, но сделать Петербург центром европейской национальной культуры. Это один вопрос. И к этому вопросу, настоящей европейской культуре, а к этому вопросу прилагается другой. Я думаю, что наши друзья из Африки и Латинской Америки обрадуются, если мы начнем превращать Петербург еще и в центр мировой культуры. Был Париж, потихонечку угасает. Нью-Йорк стал не таким. Может быть, сделаем Петербург центром мировой культуры? Не Васюки, здесь уже все построено. Здесь просто нужно создать несколько фестивалей и несколько, извините за англицизм, хэппенингов, там, мероприятий, на которые будет стекаться огромное количество народа. Петербуржцам это будет выгодно, а всем и в мировом большинстве, и в той Европе, которую мы покидаем, будет полезно. Можно? Да. Значит, что касается возможной утраты каких-то элементов европейской культуры и, скажем, культуры или генов европейской культуры в России в связи с тем, что мы разворачиваемся в сторону Востока и в сторону Азии. Во-первых, мы не разворачиваемся в связи с по каким-то конъюнктурным соображениям сегодняшнего дня. Этот разворот происходит в мире в целом, в связи с ростом новых центров экономического развития. И мы начали эту работу задолго до трагических событий сегодняшнего дня на украинском направлении. Я уже говорил в самом начале, вот сокращается объем экономики и влияние на экономику мировую действовавших до сих пор центров мирового развития. Общий ВВП стран БРИКС больше сегодня, чем совокупный ВВП так называемой «большой семерки». И эти тенденции не только сохраняются, а ускоряются, усиливаются, имея в виду темпы экономического роста сегодня и на ближайшую перспективу. Это неизбежное течение событий. С этим ничего не поделать никому. Вот чего бы ни произошло, эта тенденция сохранится. И, конечно, как когда-то мы с вами только что это обсуждали, Петр прорубал окно в Европу, поскольку здесь был центр экономического развития, перспективы, рынки, технологии, сапоги он вывешивал, которые нужно было точать там, и как делали это там в Голландии или еще где-то, как пример. Но мир становится многообразнее, и мы должны
отвечать этому многообразию. Мы так и стараемся делать. Что касается элементов европейской культуры, не мы их утрачиваем, эти элементы и гены европейской культуры, а в той части Европы, которая называется западной. Где же эта европейская культура? Ее скоро там совсем не останется. Останутся только памятники архитектуры. Но культура – это прежде всего сознание людей. Оно отравляется сегодняшними глобальными либералистами, которые во главу угла ставят не интересы своих собственных народов и свой культурный код, а свои какие-то оторванные от реальной действительности идеи, связанные с глобальным либерализмом. Вот, на мой взгляд, это ключевая вещь. Мы по определению в известной степени становимся центрами традиционной европейской культуры и традиционных европейских ценностей, которые, если немножко посмотреть вглубь веков, основаны даже для неверующих людей, в целом основаны, конечно, прежде всего на христианской культуре. Для нас, для России, для многоконфессиональной страны, вы сказали, не знаю, кто это автор этих слов, что это, значит, прежде всего военная машина русского народа. Кто бы это ни сказал, я не согласен с этим. Потому что Россия изначально складывалась как многоконфессиональное государство. Давайте вспомним указания той же Екатерины и других наших, как сегодня бы сказали, руководителей, царей и императоров, когда приобретали новые территории, всегда говорили с уважением относиться к местному населению, к их традициям и к их верованию. Вот так складывалась Россия. И, конечно, значительная часть культуры России – это европейская культура. И мы становимся носителями этой культуры. Она в европейских странах убивается. Правда, сейчас, понимая это, многие европейцы стремятся к тому, чтобы развиваться дальше именно на базе своих традиционных ценностей. Получится у них это или нет, мы посмотрим по результатам выборов в Европейский парламент. Но что точно можно и нужно делать, это, конечно, нужно развивать нашу страну на тех исторических традициях, на которых она складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство. Вы сказали о роли Петербурга, и я с этим согласен. Мы так и делаем, мы развиваем здесь все эти наши культурные активности по очень многим направлениям, в том числе и с нашими друзьями и партнерами во всем мире, и из Европы, из Азии, из Латинской Америки, из Африки. Вот я сейчас, вы сказали про Петербург, я смотрю на картинку слева, картинку справа. Вот смотрите, в центре этой картинки справа от меня Исаакиевский собор, еще правее здание Сената и Синода, здесь слева Адмиралтейство. Это вид со стороны университета, где я учился, со стороны 12 коллегий, это первое правительство России. Здесь правее дворец Меньшикова. Вот с этой стороны это стрелка Васильевского острова, растральные колонны, здание биржи, опять же Исаакий. И это вид со стороны Эрмитажа. Но если мы перейдем на эту сторону и посмотрим в обратную, то есть на здание 12 коллегий, либо на Эрмитаж, будет так же красиво. А почему? А почему? А потому что все это сделано на основе важнейшего принципа и закона, который называется гармония. Вот мы свою политику будем строить именно на этих основаниях, гармонично. И Россия, безусловно, будет частью этого многополярного, гармоничного мира. И, естественно, для нас естественно, что в значительной степени будем опираться и на европейские начала, на европейскую культуру, поскольку ее носителем является, безусловно, русский народ. Но с не меньшим уважением будем относиться и к культуре и традициям других народов Российской Федерации. В этом единстве наша сила.
Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое, дорогие друзья, коллеги. Это было очень интересное, яркое, интеллектуальное и политическое событие. Я надеюсь, что нашей аудитории было интересно. Спасибо, господа президенты. Я хочу поблагодарить наших гостей и нашего ведущего. Благодарю. Спасибо большое.